видно, дайте знать. Подождем нашего брата Ибрахима и начнем свой эфир. Так, сегодня мы будем зачитывать некоторые документы. Так. Вот. Книги, которые я думаю, что вам будет всем понятно, о чем идет речь. Книга неудобную. Вот эта книга, вот она написана неким Яндиевым. Вот А.Д. Яндиев, рецензенты Кадзоев, Кокорхоева. Вот. Книга называется «Как объединяли Ингушетию и Чечню. Документы, факты и комментарии». Вот. Что же мы увидим нового, того, что мы не знали, но то, что было. Ибрахим, скажи, ты подключил YouTube-канал, и слышно ли меня в Телеграме? Посмотри, Телеграм мы тоже включили, если вдруг кто-то захочет задать свои вопросы дополнительно, или дополнить, или рассказать что-либо по этому вопросу. Так что надеюсь, что сейчас у нас остальные подключатся. Сегодня у нас небольшая задержка была, но не без причин, так сказать. Надеюсь, тот, кто интересуется нашей историей, возможно, узнает что-то новое. Так, сейчас это надо выключить. Все. Так, выключили. Так. Так, Ибрахим, Телеграм, что, хэшуйсо? О, хэшуй. А YouTube ты включил? Инстаграм, YouTube уже все подключили? Все, тогда, друзья, мы не будем задерживаться. Тот, кто хочет, подойдет. Итак, друзья, книгу я вам показал. Данная книга выпущена в 1000 экземплярах. Выпущена она в Назрани, по улице Чеченская. Как бы это иронично не звучало. Вот. Здесь говорится о документах и фактах. Итак, я начну с 8-го документа. Документ номер 8. 99% наших людей братья по духу и крови. Называется данный документ вот именно так. О пограничных спорах между властями Чечни и Ингушетии. Так записали заглавие, так сказать, этого документа. Я прошу вас пока дослушать до конца, а дальше уже будут вступления и вопросы, если какие. Кто данный документ публиковал, узнаем, точнее, кто давал интервью. Вот уже несколько месяцев подряд официальные власти Чечни и Ингушетии ведут дипломатическую войну из-за границ. Хотя за внезапным обострением этой проблемы, как говорят некоторые сведущие люди, кроется склока между силовиками
из-за неподеленных лавров и успехов в борьбе с терроризмом. Вот так описывается данный материал. С терроризмом. Недавно парламент Чечни принял законопроект, связанный с административными границами. Аналогичный законопроект принял парламент Ингушетии еще в 2009 году. Мы сознательно не разбираем, по сути, ни эти, ни другие решения и заявления органов власти официальных лиц обеих республик. Это осмысленная и принципиальная позиция нашего издания, о которой считаем уместным заявить раз и навсегда. Мы не станем принимать ничью сторону в ситуациях чреватых возможных конфликтом между двумя близкими народами. Хотя, как средство массовой информации, мы имели возможность опубликовать сенсационные материалы, обнародовать шокирующие заявления очень высокопоставленных лиц, целенаправленно участвовавших в спланированных провокациях, спровоцированной провокации. Мы этого не сделали не потому, что нам нечего сказать и что мы не располагаем интересными документами на эту тему, а только потому, что для нас неприемлемо все, что может способствовать нагнетанию конфликта. Чувствительность за сказанное... Чувство ответственности за сказанное и написанное слово, за его последствия для журналиста, по нашему убеждению, важнее всего остального. В нашем коллективе работают ингуши, чеченцы, представители других национальностей, но все мы единодушны в своей вере, что чеченские и ингушские народы в состоянии решать любые возникшие между нами спорные вопросы, сохраняя уважение и терпение друг к другу, проявляя мудрость и достоинство, не скатывалось до публичного позорной своры. Вместе с тем, я хочу заметить, что данная ситуация, это заявление сделано в 2018 году. То есть время, когда все-таки склоки, митинги, сборы были. Но разговор здесь идет именно таким образом, что не выводится. Дальше. Вместе с тем мы воздерживаемся и намерены воздержаться впредь от любых высказываний, которые могут расценить как призывы к объединению двух республик. При всей исторической, культурной, языковой близости речь идет, несомненно, о двух отдельных, далеко не во всем схожих между собой народах. И то, что у каждого из них своя республика, вполне оправдано. Донести до читателей мнение Руслана Аушева об этой проблеме мы считаем важным, тем более, что оно во многом совпадает с позицией ДОАШ. Видать, это название то ли организации, то ли газеты ДОАШ. В течение нескольких последних месяцев продолжается конфликт между руководством Чечни и Ингушетии, вызванный спорами об административной границе между нашими республиками. В 1993-1994 вы и Джохар Дудаев, это задается вопрос Руслану Аушеву, вы и Джохар Дудаев в то время президенты двух республик решили данный вопрос так, что это не осложнило отношения между нашими народами. В чем тогда состоял смысл ваших договоренностей? Это вопрос. И почему, на ваш взгляд, этот вопрос ныне приобрел остроту, который не имел никогда ранее? Это вопрос задают, если я правильно понимаю, Руслану Аушеву. Ответ. Мы тогда подписали особое соглашение. Я уже не помню всех его деталей. Но исходя из того, что мы два братских народа, мне было тяжелее, потому что я под юрисдикцией Российской Федерации, а Чечня объявила курс на независимость. В то время еще был один момент. В центре кое-кому из власть придерживающих очень хотелось пойти на Чечню, используя Ингушетию.
И тоже для Ингушетию. И тоже для этой цели пытались использовать вопрос о границе. Но мы тогда дали понять, нет, мы братья, сами разберемся. Из этого надо исходить всегда при любых возможностях, разногласиях между нами. Никто не имеет права вмешиваться и стравливать нас. Когда я почувствовал, что проблему границы используют, желая разобраться с Чечней, я сделал все, чтобы не допустить этого. Вот мы и подписали протокол соглашения. Протокол соглашения. Не позволили третьей силе на этом спекулировать. Когда меня в свое время спросили, где граница Ингушетии, я ответил, в Дагестане, а граница Чечни в Северной Осетии. Уверен в этом и сейчас. Смысл в том, что мы войнахский народ, нам нужна какая-то линия между собой, чтобы упростить внутренние административные вопросы. Сбор налогов, проведение выборов в муниципальных округах и тому подобное. Но граница между нами, я уверен, может быть только условной. Она должна быть неназойливой. И тот, кто не понимает, что между чеченцами и чеченским и ингушским народом немыслима граница на заметке, тот не видит дальше своего носа. Это должно быть всего лишь условная линия из тех, какие бывают, проводят ради простого удобства даже между владениями родных братьев. Да, все, что сейчас вокруг этой земли, я считаю ошибкой руководителей наших республик. Поначалу вроде бы выглядело терпимо, а сейчас разве так можно? У меня много братьев, родственников в Чеченской республике. У меня дяди женаты на чеченках. И с обратной стороны также. Сколько кровных связей и родства. Куда все это денешь? Это ответ Руслана Аушева идет. Так. И тут трудно сказать, с чего началось клока, кто этому способствовал. Вполне допустимо и воздействие заинтересованных внешних сил. Среди тех, кто в Москве, да и среди наших соседей найдется, кому подбросить полешек, подогреть спор. Но нам надо видеть дальше. Во всем, что творится у нас, невозможно разобраться человеку, который не готов к этому. Нечего и пытаться что-нибудь ему объяснить. Однако знаю точно, основная масса людей и в Чечне, и в Ингушетии все эти злобные призывы на дух не воспринимают. Что бы там ни говорил кто угодно, будь то я, сам Зязиков, Евкуров или кто-либо после нас, надо помнить одно. 99% наших людей братья по духу и по крови. Кому бы не привелось стать президентом наших братских республик. Я убежден, никто никогда не сможет рассорить между собой чеченцев и ингушей, внести раздор в войнахский народ. Это цитата, которая была сделана, ответ Аушевым, Русланом Султановичем. Конечно, заканчивается цитата. Сам текст, конечно же, вне всяких сомнений, можно сказать, такой объединяющийся, добрый. Если бы не было бы интервью, в дальнейшем мы знаем, что было интервью, где Руслану Аушеву где он на митинге выступал, задали ему вопрос по землям. Он сказал, раз наши братья хотят земли, то мы ее отдадим. Приблизительно, если сказать в кавычках тогда, процитировать его слова. И очень странно другой момент. Прошло не 50 лет, не 100 лет между тем соглашением, которое было между Джохаром Дудаевым
и между Русланом Аушевым. 18-й год, ну это плюс-минус 20-30 лет. С учетом того, что это были вопросы государственной важности, с учетом того, что он является первым президентом республики, да, Аушев, очень странным, и вопрос, так сказать, который я никак не могу понять, возможно, я ошибаюсь, возможно, на самом деле не помнит, как это так можно запомнить определенную часть вопросов. Он помнит прекрасно, что хотели использовать этот вопрос для того, чтобы начать войну против чеченцев. Сам Руслан Аушев говорит, он помнит некоторые нюансы этих вопросов, но не помнит детали обсуждения именно конкретно по согласованию, по границам с Джохаром Дудаевым. Вот это очень странно, конечно же. И опять же, благо выступление, оно в основном несет характер очень дружеский. В принципе, как таковое говорит о том, что да, между нами не должно быть границ и все остальное, но если должны быть хоть какие-то границы, если они не решены в тот момент тогда, в 90-х годах, так ближе к 2018 году нужно было вопрос решить о демилитаризации между Чечней и Ингушетией. Граница должна была состояться, потому что это два отдельных субъекта в Российской Федерации. Поэтому высказывание по данному вопросу меня, конечно же, немножко оставляет недопонимание. Помнить что-то, не помнить другое, указывать очень мягко, очень красиво, обойти данный вопрос, острый вопрос, оставив его опять же в подвешенном ситуации. Это в стиле, возможно, я знаю все, но ничего не расскажу. Как-то так получается. Опять же, Руслан Султанович прекрасно знает ситуацию по границам, и с неким блогером, который сегодня освещает тематику ингушско-осетинского конфликта по границам, по пригородному району, то есть того самого Артема, когда он говорил, что ты больше там ингуш, чем многие ингуши и так далее и тому подобное, я цитирую его слова, да, то, что он следит за его деятельностью, то есть он знает по сути об этих границах, то, что Артем обсуждает, говорит и про Чечню, высказывания у Артема были, все он как бы знает, следит за его деятельностью. Эти моменты он знает, а вот то, что он говорил и обсуждал с Дудаевым, эти моменты, как ни странно, он не помнит. Ну, факт остается фактом, что его интервью вы слышали высказывания изначально журналистов или там, я не знаю, радио, ну, Дуаш, да, вот они задали ему вопрос, и вот ответ на его вопрос. Следующее, у нас идет так сказать, документ номер 9, краткая справка, сразу после интервью с Аушевым идет краткая справка о Сунжинской части Малгобекского района. Освободилось. Итак, вопрос этот все настойчиво поднимается влиятельными своей республики кругами Ингушетии. При этом появляется стремление решить его в одностороннем порядке через федеральные власти, которые, игнорируя федеральные властные структуры, игнорируя чеченскую сторону. В основном такой позиции лежит попытка явочным порядком реализовать свои неправомерные притязания на земли большой части Сунжинского района и определенной части Малгобекского района. Чтобы лучше уяснить суть вопроса, следует коснуться его истории. Вышеупомянутые земли были частями Сунжинского казачьего округа. Здесь уже идет история, я думаю, что вы должны, как говорится, запомнить некоторые моменты. Вышеупомянутые земли были участием Сунжинского казачьего округа, который
как отдельный административно-территориальный субъект вошел в состав Горской Советской Социалистической Республики, образованный 20 января 1921 года. Декретом ЦИК РСФСР наряду с такими округами, как Чеченский, Ингушский, Североосетинский, Кабардинский, Балкарский, Карачаевский, Черкесский. Вскоре Горская ССР начала распадаться на вышеперечисленные составные части. 30 ноября 1922 года из нее вышел Чеченский округ, преобразованный в Чеченскую автономную область. 4 января 1923 года в ЦИК РСФСР были определены ее границы, причем тогда же Чечне были переданы станица Петропавловская, Горячеисточинская, Ильиновская, Первомайская, хутор Сархатинский Сунжинского округа. В это время Чечен автономная область состояла из 6 округов: Гудермесского, Шалинского, Веденского, Натеречного, Урус-Мартановского, Сунжинского, Новочеченского и одного района Петропавловского. Постановлением Президиума ЦИК РСФСР 13 февраля 1924 года был образован Северо-Кавказский край, который в административном отношении подчинялись и все вышедшие из ГАССР автономные области и округа, в том числе вышедшие после ее упразднения 7 июля 1924 года, Северо-Осетинский, Ингушский, Сунжинский округа. Первые два вскоре стали называться автономными областями, последний автономным округом. Все они имели свои определенные границы и возглавлялись своими областными или окружными управлением, облисполкомами и окружисполкомами. Сунжинский автономный округ по самоуправлению приравненный к губерниям, конечно же, не имел ничего общего с ними ни по территории, ни по величине населения, ни по количеству населенных пунктов, ни по экономическим, культурным показателям. Это был по существу маленький самоуправляемый район, территория которого равнялась 1185,5 квадратных километров. Население состояло из 34 808 человек. Населенных пунктов, в том числе и мелких, насчитывалось всего лишь 20. И они объединялись в 9 сельсоветами. Хозяйственная жизнь округа находилась в глубоком упадке. На ней губительно сказались последствия гражданской войны, позднейшие репрессии новой советской власти по отношению к казачеству, всяческие реквизиции, поборы, конфискации и прочее. Некогда развитое полеводство зернового направления стало экстенсивным, а животноводство захерело. По своим территориальным, географическим, природным и экономическим особенностям Сунжинский автономный округ четко подразделялся на две неравные части. Меньшая его часть, северная, прилегала к Тереку и находилась в Алханчуртовской долине. Ее составляли население и территории двух станиц – Терской и Вознесеновской, и 5 разных по величине поселков хуторов: Нижние Бековичи, Майское, Октябрьского, Предмостного и Акиюрта. Все селения, которые я вам перечислил, в Алханчуртовской долине, в основном Нижние Бековичи, на землях чеченцев Натеречного района были созданы. Вы знаете, Терское, мы говорили в прошлом эфире, что было создано, опять же, чеченцам на чеченских землях. Дальше. Октябрьская, то же самое, Предмостная и Акиюрт. Экономически и территориально, это напоминаю вам для тех людей, кто не знает предысторию вот этих селений и кто являлся основателем этих селений. Экономически и территориально этот район тяготел к ближайшему городку Моздоку. Так и есть. Этот район тяготел к ближайшему городку Моздоку, так как находился в отделении от остальной территории округа. Отгороженный Сунжинским хребтом. Другая часть округа, большая, на территории населения, называлась южной частью. Она находилась в бассейне Сунжи, на плодородных землях бывшей Малой Чечни. Ну, хорошо, что записали, что бывшей Малой Чечни, хоть это радует. В эту часть округа входили станицы Слепцовская, окружной центр, Троицкая, Карабулакская, Нестеровская, Асиновская, хутора
Маковкин, Давыденко и другие прилегающие к станицам населенные пункты. В 1926 году, так, чтобы было понятно, некоторые вот эти хутора и станицы, которые перечисляют, не те, которые были изначально. Мы знаем, опять же, когда мы рассказывали про натеричных наибов, про их противостояние, как вот, они противостояли, чтобы строили вот эти казачьи станицы, как они воевали и погибали на этой территории. Но несмотря на это, само собой, власти царской России были намного сильнее, вы знаете это, и с учетом того, что в Кавказской войне проиграли, вот эти селения, хутора, они как были построены в свое время, во времена царской России, так и они перешли и в советские, и дальше уже автономные области, эти сельские поселения. В 1926 году население и управление Сунжинским автономным округом пришли к убеждению, что дальнейшее сохранение округа как отдельной самостоятельной административной единицы нецелесообразно по следующим причинам. Вследствие тяжелого экономического кризиса, хозяйства округа и отсутствием перспектив выхода из него собственными силами. Второе. Незначительностью территории и населения округа. Третье. Быстро растущими расходами на содержание административного аппарата, которые съедали 55% всего бюджета округа, что не давало возможности выделить средства на самые насущные социальные и культурные потребности населения, школы, больницы и тому подобное. И это, в свою очередь, усилило среди населения недовольство и ропот. Четвертое. Население округа испытывало тяготение экономическое, социальное, культурное к расположенному, да, и самое важное, к расположенным вокруг округа городами Грозному, Владикавказу, Моздоку. Президиум Северного Кавказа, край исполком, откликаясь на настойчивое обращение руководства и населения Сунжинского автономного округа, поручил своей специальной краевой административной комиссии подготовить вопрос о реорганизации расформирования округа. На заседание этой комиссии 10 марта 1927 года было предложено: первое. Северную часть округа, станица Терская, Вознесеновские, 5 хуторов, передать в состав Моздокского района Терского округа. Второе. Основную южную часть округа реорганизовать в район и передать в состав Чеченской автономной области или Терского округа в зависимости от желания населения. Сама же комиссия рекомендовала населению округа присоединиться к Чеченской автономной области. Так, с начала марта 1927 года начался двухлетний процесс вхождения Сунжинского автономного округа в состав Чеченской автономной области. Подчеркиваем, он начался и проходил не по инициативе чеченской стороны, а по желанию и требованию казачьего населения, по настойчивым ходатайствам и обращениям Сунжинского окружкома, а затем и по решению высших краевых властей. То есть, чтобы было понятно, уважаемые мои подписчики, здесь почему акцент делается не по желанию чеченцев, то есть не чеченцы требовали, чтобы они присоединились, а сами казачество, которое проживало там, по указанию их руководства, они должны быть тяготели к Чеченской автономной области. Для чего это делается? Это делается только для одного, чтобы показать, что чеченцы не требовали этих земель, не просили, но их назначили непосредственно руководство этого Кавказского, северокавказская часть округа, которая должна непосредственно передать чеченской автономии. Она подсказывает руководству и говорит: вы должны вступить в Чеченскую автономную область. То есть 26 по 29 годы, 3 года они работают над тем, чтобы мирно перейти в Чеченскую автономную область.
Еще раз повторю, почему это говорит не чеченского, а именно казачьего, или то, что руководство, чтобы показать, что чеченцы якобы не претендовали на эти земли. Вот для чего это говорится. Итак, читаем дальше. Так, сначала так, подчеркиваем, он начался и проходил не по инициативе чеченской стороны, а по желанию и требованию казачьего населения, по настойчивым ходатайствам и обращениям Сунжинского окружкома. Сунжинский окружком указывал, затем по их решению высших краевых властей. Еще раз повторюсь, а кому они должны были обращаться? Эти земли принадлежали непосредственно царской России. Они были выкуплены у Бека Черкасского. Они принадлежали, они не отвоеваны, они выкуплены непосредственно. Именно эта часть земли. В документах архивного вестника, который полностью основан, где мы читали о наибах, натеричных наибах, вот в этом архивном вестнике четко указывается, что земли, те же самые Терская, Октябрьская, которые были основаны чеченцами, эти селения, как они в свое время, еще в 1840 году, были переданы Беку Черкасскому, несмотря на то, что этих земель были свои хозяева, основатели и все остальное. Из-за произошедшего одни из наибов, Хамзат Нашхоев и Джамбек, чтобы не путать, Джамбек Атамаев, кажется, Аматов. Джамбек Аматов и Хамзат Нашхоевский, они отогнали, они взяли всех, фактически провели так называемую спецоперацию и вывезли всех мирных чеченцев, фактически 95% из этой части перебыли через Сунжинский хребет и в Малую Чечню ушли. Сопоставить документы и архивные документы и эту книгу можно понять, кому принадлежала эта земля и кто там проживал после. Все на законном основании, и никаких претензий как таковой не может быть. Власть кому порекомендовала, это только лишь догадки и свое высказывание. Читаем дальше, смотрим, что же нам преподнесет, кто же имел претензии к этим землям. Дальше, напротив, проявляющегося в это время неофициального и официального притязания Ингушетии на земли округа. Хопа, вот тут мне уже интересно. Притязания Ингушетии на земли округа. Какие притязания? Именно этого округа какие притязания? Где манифесты, где документы, где митинги, восстания, хоть что-нибудь. Вот так ложь вбивается, то есть чеченцы не претендовали, чеченцы вышли с Горской республики, не претендовали. В дальнейшем, за эти 3 года, когда он входил, опять же чеченцы молчали, а казаки и власть непосредственно сказала, присоединяйтесь к Чечне. Автоматически чеченцы не должны претендовать на эти земли, понимаете, по их логике. А с другой стороны, мы, говорит, здесь, смотрите, четко указываем, напротив, проявляющиеся в это время неофициальные и официальные притязания Ингушетии на земли округа, руководством и населением округа отвергались. Где это? Где официальное и неофициальное, хоть один документ? Где? Нехотелки нынешних историков, политиканов, идеологов, которые сегодня решили это переиграть задним числом. Но приложите документ, что было восстание, что были против, что вот эти 2 селения сожжены, потому что они были против присоединения к Чеченской автономной области. Люди вышли с недовольством на митинг 10, 20, 30 тысячный. Где это все? Муса Зурабов, это здесь прослеживается его рука. Он обычно высказывания вот эти делает по Горской республике и Сунжинскому Малгобекскому округу. Где? Читаем дальше. Книга очень интересная, вот в этом-то и заключается фишка. Потому что люди, читающие эту книгу, получат ту информацию, которую хотят преподнести непосредственно эти люди, которые заложили мину для будущего подрастающего поколения и тех людей, кто будет научными работами заниматься в дальнейшем
даже по этой тематике, по Сунжинскому или Малгобекскому району. Читаем. Так, сначала... Такое же отношение к ним проявляли... Дальше читаем. Руководством, населением, округом отвергались. Такое же отношение к ним проявляли краевые должностные лица. Большой президиум Северо-Кавказского крайисполкома на своем заседании 27 сентября 1928 года принимает решение о расформировании Сунжинского округа и присоединении его большей части к Чеченской автономной области, формировании краевой администрации, округа и присоединение его большей части к Чеченской автономной области, формирование краевой административной комиссии. Президиум крайисполкома предлагает ускорить подготовку необходимых материалов для окончательного утверждения принятых решений в ЦИКом СССР и одновременно начать практические работы по расформированию округа и по вхождению его в Чечено-автономную область. Здесь нету ни одного документа, где бунтовали, восставали, противники выходили, говорили, что это наше, что это может быть только мое и ничего либо другое. Интересный момент, между прочим, для тех людей, кто занимается и изучает данный вопрос. Еще раз повторюсь, возможно, это бы и не было бы интересно, если бы это не касалось в дальнейшем нашей истории и взаимоотношений, которые они до сих пор, несмотря... Мы знаем, что в 2018 году было соглашение, что вот эти территории, как раз таки, которые добровольно вошли в состав Чеченской автономной области, по-братски, потому что у них мало земелья, 77 тысяч гектаров, сохраняя братские отношения, оставил глава Чеченской республики, председатель парламента, чтобы братские узы окрепли. Вот о каких территориях, которые оставили и которых они не признают, вот эти некоторые норнийцы не признают, что им их дали. Они говорят, это было наше изначально. Эта книга написана именно тогда, когда этот вопрос еще не был решен, непонятно было. Чтобы умы людей воспитать поколение, что вот они нам ничего не отдали, это наше. И чтобы в дальнейшем, и вот эта верхняя часть, которую взамен якобы отдали, она тоже наша. И эта книга это лишний раз показывает. Читаем дальше. Теперь уже чеченские власти вынуждены реагировать на эти решения. 9 октября 1928 года на заседание Президиума Чеченского облсполкома выносится постановление имея в виду решение Президиума Северо-Кавказского крайисполкома принять в состав Чеченской области Сунжинский автономный округ. Для практического проведения в жизнь решения Президиума Северо-Кавказского крайисполкома образовать комиссию в составе представителей от Чечни. Товарищ Ионисяни Сунжинского округа, товарищ Бугучарова от крайисполкома. Комиссия, крайисполкома. Итак, здесь говорится как? Что якобы эти земли, здесь нужно было отреагировать чеченцам, и они уже тогда начали принимать решения и сказали, да, в этой ситуации чеченцы поступили лучше всех. Они нигде ничего не подтасовывали, никого не подкупали, лживой информации не писали. Но поскольку экономически сильнее развитой была Чеченская автономная область, несмотря что там, в принципе, не так уж далеко был и Владикавказ, несмотря на то, что был Моздок, они выбрали именно Чеченскую автономную область. Из-за мощной экономической, социальной политики, которая была в Чеченской автономной области. И опять же, на решение тех людей, которые проживали именно в этом Сунжинско-Казачьем округе и части Малгобекском и Сунжинских районах. Это было решение. Еще там преобладали, не забывайте, преобладали еще больше населения непосредственно Сунжинское казачество или Терское казачество, но неважно, не суть в этом.
И что тут уже принимают решение, чеченцы забирают. Дальше. Комиссия предписывалась двухдневный срок выехать в Сунжинский округ, установить на месте штаты управления и бюджет, учитывая при этом полное поступление единого сельскохозяйственного налога и отчисления от вознесеновских нефтепромыслов, предлагалось иметь в виду при сокращении окружных штатов возможность использования освободившихся работников в учреждениях Чеченской области. Самим отделом Чеченской облсполкома рекомендовалось ознакомиться с состоянием работы по их ведомственным направлениям округе, наметить по округу дальнейший план работы. Иначе говоря, Чеченский облсполком, подчиняясь указаниям Северо-Кавказского исполкома, наметил практические шаги к включению в свой состав большей части Сунжинского округа. А как должны были? А кто отказался? Почему не говорят о тех селениях Терской, Октябрьской, Вознесеновской, которые вошли в Предмостное, которые вошли в состав Моздокского района, Первомайское и так далее? Они тоже вошли. И тоже потихоньку включились. Но этот вопрос не обсуждается. Почему на эти земли еще не претендуют? Вот там есть некоторые мифоплеты, которые там Моздок, Меттегю, там Моздок это наша земля, но это как такие мифические разговоры, которых ведут. Однако никто не обсуждает, почему эти земли, которые входили в Сунжинскую часть Малгобекского района, передали непосредственно Моздокскому району. Это никто не обсуждает. Но то, что передали Чеченской автономной области, нужно обсуждать. Потому что они спорные и так далее и тому подобное. Вот в чем заключается сама фишка и суть этого всего. Продолжаем дальше. Зачитываем. Иначе говоря, чечен здесь говорят, что подчинились. А кто не подчинился? Где не подчинились? Я не вижу никаких восстаний здесь, возражений ни с чьей стороны, честно сказать, хотя разговоры большие, понты, конечно, как всегда идут. Наметить округ дальнейший план работы. Иначе говоря, чеченский СПО подчинился Северо-Кавказскому крайисполкому, наметил практические включения и так далее Сунжинского округа. Между тем, краевые власти продолжили свои настойчивые обращения в Президиум в ЦИК с срочным утверждением постановления о передаче основной части Сунжинского округа Чеченской автономной области. На местах предлагали немедленно начать практические объединения Сунжинского округа с Чечней. До окончательного решения этого вопроса во ВЦИКе говорилось о постановлении Малого Президиума Северо-Кавказского краевого исполкома комитета, принятого заседания 16 октября, считать возможным бюджет Сунжинского округа в текущий 28-29 бюджетный год составлять как часть чеченского общеобластного бюджета и до утверждения расходных средств производить в соответствии с решением Большого Президиума Краисполкома от 27 сентября сего года. Эти и другие меры Краисполкома окружкома Сунжинского округа привели к тому, что, как отмечается во многих документах, практически вхождение большой части Сунжинского округа в состав ЧАО состоялось еще в 1928 году. Такой напор и нетерпеливость при решении этого вопроса вызывали даже удивление у ответственных работников аппаратов ЦИКа. Между тем, удивление вызывали, то есть то, что выполнили данное указание и быстро объединили, присоединили к Чеченской автономной области, то, что бюджет перевели, что нужно уже бюджет вводить в Чеченскую автономную, это рабочие моменты. Что здесь удивительного и зачем вот этим мусором вдалбливать? Я понимаю, с одной стороны, они хотят указать, что ускорить данные вопросы могли проходить намного больше, могли быть возражения, недовольство, и чтобы всего этого не было, Краисполком Северо-Кавказский совместно с Чеченской автономной властями быстро это провели, чтобы присоединить и все и так далее и тому подобное. Вот для чего это рассказывается, не более, не менее. А так, работа, как и работа, обычно ничего иного. Итак, между тем одновременно упоминается действие, 20 Чеченской автономной области. С начала октября 1928 года процесс реорганизации Сунжинского округа и включая
Между тем, одновременно с упомянутыми действиями Северо-Кавказского крайисполкома в самом Сунжинском округе начинается снизу поток просьб, ходатайств и требований о немедленном включении Сунжинского округа в Чеченскую автономную область. То есть они недовольны. То есть ходатайство, чтобы быстро включили Чеченскую автономную область. То есть люди просят и желают присоединиться к Чеченской автономной области. Они недовольны это. Почему они говорят это? Надавили под руководством, заставили этих людей. Если это как-то инициируют сверху, чтобы ускорить решение в размере массовость, с которыми они принимались на станичных сходах, никак не могли не отражать желание большинства станичников и хуторов стать жителями Чеченской автономной области. Это очень интересно. А как вы принимали решение, чтобы тот же Сунжинский и Малгобекский район в 90-х годах или после 90-х, когда массовый поток с пригородного района, 60 тысяч, как указывает Руслан Аушев, и точно так же 60 тысяч Чеченской республики беженцы были заселены в этот же Малгобекский, Сунжинский, часть Малгобекского, Сунжинского района, и преобладающим большинством стало там ингушское население. Или как вы за одну ночь, если я не ошибаюсь, сделали так, что в станице Троицкой прописались 4 или 4,5 тысячи человек. Это фактически за одну ночь, что преобладающее большинство там были, мне не нужно называть национальность, вы понимаете, да? Как это все проходило? Как большинство, которым Сунжинский, Малгобекский, где проживали казаки, проживали чеченцы, или там часть чеченского народа, орстхоевцы, их стало меньше, а стало больше другого населения, как вы сегодня преподносите. И сегодня они в 90-х годах, когда Дудаев или парламент Чеченской Республики принял решение вернуть Сунжинский, часть Малгобекского района в состав, что вы сделали? Какие перевороты в сельсоветах, где вы сказали, что здесь не будет, здесь эти территории не будут под Чеченской автономной областью, вы это все забыли? Не согласились, мы входим в другой состав. Вы точно такой же маневр провели в 21 веке. Нет, в 20 веке. Ничем не отличается тот маневр, который провели. Здесь просто на более государственном уровне это сделано. Грамотно. А вы с ошибками, напором, топорными работами провели то же самое. А разве не так? Куда делось то самое большое население, казачество, которые жили там, которые когда-то вошли добровольно в Чеченскую автономную область? Почему резко преобладающее большинством населения в северной части этого региона стали говорить, что это территории законные, юридически законной властью, которая являлась частью Чеченской автономной области с 1900, по вашим словам, 28, а официально с 1929 по 1934 год, до объединения, которые находились в составе Чечни, нету ни одного митинга, ни одного противостояния, ни одного документа, который вы что-либо противоставить можете официальным властям. Но это... И здесь вы указываете не отражать желание большинства станичников и хуторов стать жителями Чеченской. То есть вы утверждаете, что большинство жителей хуторов не хотели входить в часть Чеченской автономной области. Но это ваши хотелки. Подкрепленного ни одного документа, ничего подобных нету. Но то, что люди хотели войти в состав Чеченской автономной области, заявления, письма, документы, огромное количество. Огромное количество. И вы сами об этом пишете. Но вы указываете, что это делали власти, заставляя их войти в Чеченскую автономную область. Вот как вы указываете. Дальше. С начала октября 1928 года процесс реорганизации Сунжинского округа, включения в Чечню его основной части ускоряется, усиливается из-за привлечения к нему политического движения снизу, из самих станиц и хуторов казачьего округа. За вхождение округ в Чечню высказывается окружной 4-й съезд Советов.
Его решение подхватывается 10 октября 1928 года. 6-й пленум исполнительной комиссии Сунжинского округа, который постановил южная часть округа со станицами Вознесеновская, Слепцовская, Троицкая, Карабулакская, Нестеровская, Асиновская, хуторами Давыденко, Чемульга, Маковкин, Горный, Акиюрт, Большевицкая, Новая деревня, Новая жизнь, благодарно входит в состав Чечни на правах округа с центром станицы Слепцовской с наименованием Сунжинский, причем выселок из станицы Терской, поселок Майский, как близко расположенный и вклинившийся своими земельными наделом в земли станицы Вознесевской, также должен войти в состав Сунжинского округа. Вот что не нравится. И как бы не хотели, кто бы не хотел зачитывать этот момент. Вот это все спорные территории, которые добровольно здесь указываются, что вошли в состав Чечни. Данный документ есть. Есть ли документ, противоречащий этому? Давайте посмотрим дальше. Окружной пленум просит руководство Северо-Кавказского края и Чеченской автономной области после вхождения Сунжинского округа в Чечню обеспечить развить его социально-культурно-хозяйственный уровень, включить Сунжинский район, прилегающие чеченские селения Михайловское, Асланбековское, Самашкинское, Ачхой-Мартановское. Точка. И знаете, что самое интересное, что вот в этих вопросах, когда входили и сами добровольно входили в состав Чечни, это не касается ни в коей мере никак Ингушетии. На тот период Ингуши отдельная автономная область. Отдельная. И они не касаются его. Почему они так изучают дотошно, как они входили, как их принимали, как все это делалось? Зачем? Каким образом это касается вас? Были ли эти территории спорными? Нет, не были. Было ли там превалирующее большинство населения ингушских? Нет, не было. А если бы было, произошло бы то же самое, что произошло в 90-х годах. Фактически захват, шла непонятная ситуация с независимостью, как указывает Руслан Аушев. Захват этих сельсоветов, райисполкомов и так далее и тому подобное, которые сказали, мы не будем подчиняться Чечне, мы якобы входим, де юре мы входим в состав Чечни, а де-факто мы будем под Ингушетией. Эти вопросы, эти селения остались вот точно так же, подписаны Русланом Аушевым, Джохар Дудаевым, подвешенной ситуации, то есть они были спорными до 2018 года. Дальше. Окружным постановлением вынести вопрос о включении большой части Сунжинского округа в Чечню. Рассмотрение пленумов самих сунжинских станиц и хуторов, Сунжинские станцоветы южной части округа 12-14 октября 1928 года единодушно высказались и за реорганизацию округа, и за включение их станиц и хуторов в состав Чеченской автономной области. При этом неожиданно для окружкома не менее решительное выступление за вхождение в Чечню в населенные пункты северной части округа, которые во всех прежних документах краевых окружных определялись как вступившие в том числе и по желанию населения в Моздокский район Терского округа 17 октября 1928 года председатель Сунжинского окружкома Богучаров, припровождая в административную комиссию Северо-Кавказского крайисполкома решение пленумов сунжинских населенных пунктов, вынужден был сообщить пленумы станцоветов населенных пунктов северной части округа, которые должны отойти постановлением пленума ОИК Сунжинского исполкому к Терскому округу, выразили желание от округа Сунжинского ММ не отделяться и войти вместе с округом в состав Чеченской автономной области. Господи, что это такое? Как так?
Как так получилось, что люди изъявили желание, это Терская, это все остальные, которые присоединяются к Моздоку, они хотят присоединиться к Чеченской автономной области. Сами при этом неожиданно для окружкома, они говорят, не менее решительное выступление за вхождение в Чечню, населенные пункты северной части округа. А это Предгорная, это Терская, Октябрьская, это как раз таки Первомайская, вот об этих селениях идет речь. Все северные части, они изъявили желание добровольно войти в состав Чеченской автономной области. Хотя не рассчитывали на это якобы руководство. Итак, дальше. Это шок в шоке для некоторых народнийцев. Но край административная комиссия и, видимо, другие краевые органы отрицательно отнеслись к постановлению северных сунжинских населенных пунктов присоединения не к Моздокскому району, а войти в состав Чечни вместе со всем Сунжинским округом. И какие должны быть здесь проблемы или какие должны быть к чеченцам претензии? И тут чеченцы опять же молчат. Чеченская автономная область молчит, они хотели добровольно присоединиться, им отказывают. Чеченцы в этом никого не упрекают. И не говорят, что насильственно, хотя они хотели присоединиться к Чечне, хотя эти селения основаны чеченцами, которые имеют свои тейпы, свои имена, еще в царское время, еще в 1830-е годы, 40-е годы, кем основаны, что они точно так же были прапорщиками царской России и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что эти земли были отданы Беку Черкасскому, а он в свое время потом их перепродал царской России, зная это все, сегодня чеченцы ничего не говорят по этому вопросу. Хотя они добровольно изъявили желание в 1928 году тоже войти в состав Чеченской автономной области. Об этом говорит история и документы. Читаем дальше. Население Моздок-Терского округа 17 октября, председатель Сунжинского Богучарев, тогда край исполком зачитал Мозговского района, Сунжинским округом. Под давлением краевых органов отступились от требований сунжинские окружные, а затем и станичные власти. Тогда сунжинские северяне, а это были жители станицы Терской и 4 прилегающих хуторов, повели самостоятельную борьбу за право войти в состав Чечни. Хопа, что такое? Ну как так, а? Им власть запретила, сказала, нет, вы должны войти в Моздокский район, Терской области. Они говорят, нет, мы хотим войти в состав Чеченской автономной области. Сами, ну, по крайней мере, здесь тогда сунжинские северяне, а это были жители станицы Терской, там Октябрьская, Предгорная, вот эти как раз селения, которые были основаны чеченцами, 4 прилегающих хуторов, повели самостоятельную борьбу за право войти в состав Чечни. Длилась эта борьба около 3 месяцев. 3 месяцев. Убедившись в том, что ни краевые, ни окружные власти не собираются их включить в состав создаваемого для передачи Чечни Сунжинского района, сунжинские северяне решили добиваться этого без всяких вышестоящих органов непосредственно. С этой целью на общих собраниях жителей станицы Терской и прилегающих к ней хуторов выносились постановления с настоятельными просьбами к чеченским облисполкому и обкому ВКПБ об их принятии в состав Чечни и присоединении территориально к примыкающему к ним натеричному району Чеченской автономной области. О, великолепно, хороший документ. Я удивлен, что на этой книге такие документы опубликовали. То есть здесь четко указывается, что вот эти 4-5 селения, которые сегодня находятся в Моздокском районе, они требовали, они бастовали, они просили в течение 3 месяцев, и несмотря на это, в дальнейшем они приписывают себя и просят присоединить себя к натеричному району. Там, где они исторически были созданы. Алейкум ассалам. Это вот очень даже интересный момент. Я думаю, что мы сделаем насчет этого пост.
и статью. Это очень хороший материал. К начальствующему району Чао. В Грозный направлялись посланцы и ходаки с наказами и письмами, вышеупомянутых содержанием. Кстати, даже деньги на их проезд и командировочные жители сами собирали среди себя. В заявлении общего собрания граждан станицы Терской исполкому обкому ВКПБ Чеченской автономной области говорилось: общее собрание граждан станицы Терской находит передачу станицу Терской с хуторами Терскому округу несправедливой и неправильной. Станица Терская еще до революционное время не входила в состав Моздокского района, Терек округа, и экономически одинаково имеет тяготение к Грозному и Владикавказу. Со стороны политической станица Терская должна оставаться в Чеченской автономной области. Далее указывается, что и территориальная станица Терская и ее хутора соприкасаются с чеченскими аулами Натеричного района. В заявлении приводились следующие интересные факты тесных взаимоотношений станичников с чеченцами. Еще в 1923 году станица Терская, населяя хутор Октябрьский, приглашала в состав ее жителей 9 дворов чеченцев из аула Айль-Юрт, которые были землеустроены в юрте станицы Терской. Второе. В школе станицы Терской обучались дети чеченцев из селения Нагай-Мирза-Юрт, Айль-Юрт, Бено-Юрт. Третье. Граждане указанных чеченских сел состояли... Опа-на. Очень интересно. Состояли членами кооперации станицы Терской, которая их обслуживала, выдавала им кредиты, снабжала сельскохозяйственными машинами и другими товарами. Четвертое. Больницы и ветеринарный пункт также обслуживали граждан Чечни. Пятое. Имея смежные наделы с чеченцами, станичники совместно с ними пользовались молотилками и другими сельскохозяйственными инвентарями. Шестое. Даже административные рогатки во взаимоотношениях, которые временами становились административными властями двух автономных субъектов, мудро обходились с самими казачьими и чеченскими сельчанами. Так было, например, в 1927 году, когда из станицы Терской был запрещен вывоз имевшегося у них избытка корма для скота, необходимого чеченцам, а из чеченских аулов кукурузы, в которой нуждались жители станицы Терской. Станичники указали, что при объединении легче будет решать мелкие недоразумения в виде потрав, перепуска скота и тому подобное, а также совместными усилениями легче будет встречать борьбу с проявлением бандитизма, конократства и другими уголовщины. Принимая во внимание давние тесные связи станичников с чеченцами, общие собрания граждан станицы Терской убедительно просит вашего ходатайства, обращались казаки к чеченскому облсполкому обкому ВКПБ перед высшими органами советской власти о присоединении станицы Терской с хуторами в состав Чеченской автономной области, введя ее в Натеричный район Чеченской автономной области. Чеченское руководство оказалось в несколько неловком положении. С одной стороны, оно знало о решительной нежелании вышепоставленных краевых органов пересматривать свои решения о передаче станицы Терской с прилегающими хуторами Моздокского района Терского округа с другой, не могли игнорировать столь настойчивое, трогательное и логически обоснованное стремление северных станичников присоединиться не к казачьему округу, а к Чеченской области. Поэтому 22 декабря 1928 года
представляя на разрешение Северо-Кавказского краисполкома обращение и заявление граждан Терской станицы, Президиум Чеченского областного исполнительного комитета специально отметил, имея в виду настойчивое стремление всего населения станицы Терской и ее хуторов присоединиться ее к Чечне, облсполком не возражает и поддерживает просьбу граждан о включении станицы Терской с хуторами в состав Чеченской автономной области. Вот как вам такое, господа хорошие? Да великолепное отстаивание прав, это великолепное стремление. Что поделаешь? Я, честно сказать, здесь просто удивлен, как сами жители, терские казаки, так настойчиво, между ними только речка, между Моздоком и этими селениями, так настойчиво хотят присоединиться к Чечне, Чеченской автономной области, и как наконец-то, несмотря на все, зная, что руководство будет против, чеченцы в конце концов принимают в состав Чеченской автономной области. Но все решает Москва, как всегда. Но позиция краисполкома по этому вопросу оставалась прежней. Зато структуры краисполкома с большей энергией продолжили свою деятельность по практическому включению основной части Сунжинского округа в состав Чечни. Ну вот здесь мне нравится. Здесь мне нравится. То есть они хотят переключиться, сказать, что вот здесь не решились, как будто пошли. Ну послушайте, присоединение основной части Сунжинского округа к Чечне проходило по его указке, вы говорите. А здесь люди сами изъявили желание, сами хотели войти в состав. Но они и там не изменили решение. Они как присоединили его к Моздоку, вот эти 5 селений, к Моздокскому району, так и оставили их. Здесь ничего не поменялось. Победителя не суть, а это, по крайней мере, та территория, которую вы сегодня так ратуете, говорите, что это ваша. Нет, это не ваша. Это купленная земля. Это завоеванная земля. Если на то пошло. Какие предъявы к Беку Черкасскому? Завоевал, захватил и так далее и тому подобное. Ну, даже на крайняк, ладно, вы утверждаете там о каких-то мифических 15-14 веках, о кабаках калканцев, которые якобы находились на этих территориях. Где хоть одно захоронение, могилы, культовые сооружения. Кто не понял, тот поймет. Дальше. Позиция краисполкома этому вопросу оставалась прежней. 19 октября 1928 года был готов проект изменения по внутренним окружным делениям всей Чеченской автономной деятельность практически части Сунжинского округа Чечни. И к концу 1928 года даже официальных документов Сунжинские станицы, да и сам округ уже считался вошедшим в Чечню. Ну, раз так, чеченцы могут еще раз говорить, теперь не 5 лет находились эти земли в составе Чечни, а 6 лет. По вашим же документам, где вы утверждаете, что с октября месяца 1928 года они все вошли в состав Чеченской автономной области. К 19 декабря 1928 года был готов проект изменений во внутреннем окружном делении всей Чеченской автономной области. Примечательно, что одной из причин этого всей Чеченской внутреннем окружном делении всей Чеченской автономной области. Примечательно, что одной из причин этого пересмотра крупнейших административных составных частей Чечни зампред краисполкома назвал включение в нее основной части Сунжинского округа. Дальше смотрим. В
части упомянутом проекте внутреннего окружного деления Чечни под 10 пунктом значится Сунжинский округ с центром станицы Слепцовская. Здесь говорится, что, идя навстречу желанию населения Сунжинского округа, к нему присоединяется из упраздненного Новочеченского округа смежные экономически связанные 3 сельсовета – Асламбековский, Ачхоевский и Самашкинский. В состав Сунжинского округа будут входить следующие сельсоветы: Ачхоевский, Асламбековский, Самашкинский до упразднения Новочеченского округа, 4 Слепцовский, 5 Карабулакский, 6 Вознесеновский, 7 Троицкий, 8 Асиновский, 9 Нестеровский, 10 Давыденковский, 11 Чемульгинский. Количество населения 46 861 душа. Территория 60 тысяч гектаров. Сельсоветов 11. Представляя карты внутренних административных изменений Чечни и выписку из поставленного проекта номер 85-265, пункт 3027. Президиум крайисполкома, зампред крайисполкома просил административную комиссию в ЦИКа о срочном утверждении изменения окружным деления Чеченской автономной области согласно выше проведенному решению. Мне вот интересно, вот вы говорите, срочно решил, срочно сделал. А в чем было срочно, не срочно, в чем проблема-то? Чего он боялся? Митингов, восстаний? Ну, здесь ни слуха, ни духа, никаких возражений. Даже те 5 селений, которые провели демарш против руководящего исполкома, называйте крайсовета, райсовета, без разницы. Они за свои деньги направляли в Грозный и просили их объединить с Натеречным районом. Здесь четко прослеживаются бунты, недовольство и все остальное. С вашей же стороны нету ничего. И все равно, вы говорите, в срочном порядке заставляли быстро принять решение и так далее и тому подобное. А что бы изменилось, если бы протянули? Часть бы откололась, или сказали, мы не хотим войти в состав, или бы они передумали. Или после вхождения были какие-то бунты, и сказали, что нет, мы не относимся. Нет, конечно же, это ерунда. Наконец-то, наконец вопрос об упразднении Сунжинского округа оказался 4 февраля 1929 года на рассмотрении заседания Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета под председательством М.И. Калинина и был утвержден следующей редакцией административной комиссии в ЦИК Президиума Всероссийского Центрального исполкома комитета. Комитета постановляет Сунжинский округ Северо-Кавказского края упразднить, распределить территорию его в ниже следующем порядке: станицу Терскую с хуторами Октябрьская, Майский, Предмостный, Нижние Бековичи. Вот эти селяне, которые хотели добровольно войти в состав Чечни, которые бунтовали. Включить в состав Моздокского районного Терского округа. Первое. Мы с вами говорили, что в архивном вестнике, который был напечатан, и документы, которые были с архивного управления правительства Чеченской Республики, здесь четко прослеживаются все эти селения, которые мы перечислили, что основателями этих селений были чеченцы, и когда-то эти земли принадлежали чеченцам. И они входили в состав натеречного наибства и так далее и тому подобное. Потом там проживали мирные чеченцы, само собой. Кто являлся основателем. Все это напечатано, все это есть. Вы можете лишний раз провериться. Мы еще не читая этот документ, не ознакомились, не ознакомливались, что в дальнейшем будет вот этот материал. Не знали, что они пойдут демаршем. Все остальные эти документы я вам зачитываю впервые. Я клянусь Всевышним Аллахом, что я не читал эти документы и ни в коей мере это не подставил. К тому же невозможно сделать, потому что эта книга написана чисто архивными документами чеченской стороны, а эта книга написана ингушами. Но здесь она преподносится как? Оспаривать факты Муса Зурабов не может, потому что это все зафиксировано документами. А якобы то, что недовольство, там, несправедливое, что отдали и так далее и тому подобное. А этот вопрос, конечно же, висит в подвешенном состоянии, потому что здесь хотелки, домысливания и так далее и тому подобное. Дальше. Зачитываем.
Моздокского района. Второе. Остальную территорию в составе станиц Слепцовский, Троицкий, Карабулакский, Нестеровский, Вознесеновский с Асиновскими хуторами Давыденко, Акиюрт и Чемульга включить в состав Чеченской автономной области, образовав на этой территории округ на правах района с центром станицы Слепцовской наименованием его Сунжинским. Ликвидацию округа произвести в порядке инструктивов ЦИК ЦН РСФСР от 28.10.23 года. 14 февраля 29 года в печати было официально объявлено о включении города Грозного и Сунжинского округа в состав Чеченской автономной области. Альхамдулилlah. Все, что нужно знать, слушайтесь только. Только в 29 году отдали Чеченской автономной области, отдали город Грозный. Он входил отдельно. И Ильиновка, и Петропавловка, которая находится в Сунже, в бассейне реки Сунжи, они тоже считались казачьими, тоже были этот кусок острый, который я вам говорил, вплоть до чуть ли не до Брагунов, вот этот кусок Ильиновская, Петропавловская, Грозненская и дальше по Сунже, все эти селения, они входили в состав Сунжинского Терского казачьего округа. Вы можете это видеть на карте, мы вам их указывали. Благо, карта это у нас есть. Еще раз покажем вам эту карту. Укажем вам, где это. Это карта земель горского населения, состоящая в народном управлении. 1868 год. То есть до того, как непосредственно был еще создан Чеченский автоном. Чтобы было понятно, смотрите. Вот это белое пятно, вот оно, белое пятно, вот это. Вот отсюда до сюда, и вот этот треугольник, всем видно, да? Видите, отсюда до сюда. Вот этот треугольник, это все непосредственно здесь, включение вплоть до Моздока, это под пунктом, сейчас я зачитаю вам, чтобы было даже понятно, под каким пунктом и как он записан. Так, здесь туда входит и Грозный, и Петропавловка, и Ильиновка, вплоть до Щедринской даже, вплоть до Щедринской. Здесь Щедринская конечная, вплоть до Моздока, и с Моздока до Владикавказа, все вот эти земли входят в состав. Так. Административное разделение Кубанская, Терская область, входит Осетинский, Аргунский, так далее, Кабардинский. Так, Кабардинский, Осетинский, Ингушевский, Чеченский, Аргунский, Ичкеринский, Нагорный, Кумыкский. Это средний, это, как же они здесь? Он входит в Терскую, как раз таки, Терскую область. Так, смотрел. Земли Терского казачьего войска. Вот на этих землях, то, что я вам показал, вот эти земли, вот они, чтобы было видно, да? Вот эта земля. И Грозный в том числе входил в состав, являясь столицей, являясь самым сердцем нашей Родины, был возвращен только в 14 февраля 1929 года. Можно ли говорить, что это не является чеченской землей, или что она принадлежала, крепость построили, там Ермолов и терские казаки и так далее и тому подобное. Построили где? На какой земле? Да, завоеваны. Да, там сожжены 26 чеченских хуторов. Кроме, наверное, Старой Сунжи, остальные все селения уничтожены. Эти материалы есть опубликованные, они публиковались нашими историками, и все это прекрасно знают.
хутора Акинские, Экшбатоевские и так далее и тому подобное. Башлам, если плата придет, сможешь организовать ему экскурсию в горы? А с чего вдруг я ему должен делать экскурсию в горы? Здесь достаточно в Грозном огромное количество гидов. Пускай проведут. Но если он принципиально хочет со мной поспорить и говорить, что в Чечне нету башен и так далее и тому подобное, я ему сказал, еще в то время сказал, пускай приезжает, я организую машину, я повезу его по настоящим башенным комплексам, древним. Причем я найду средства, и я буду снимать, показывать на камеру, чтобы он свою камеру взял, я свою камеру взял. Артем, видишь, ты говорил, что в Чеченской Республике нету башенных комплексов, что они не древние и так далее. Смотри, как по назначению должны и как находились башенные комплексы. Какие они бывают декоративные, а какие они бывают настоящие. Я ему покажу сигнальные, я ему покажу замковые, я ему покажу полубоевые, полугражданские, гражданские башенные комплексы, то есть для жилые башенные комплексы, полужилые, полубоевые. Нету ни в одном месте на Северном Кавказе, кроме как в Чечне, пятиэтажного башенного комплекса, жилого пятиэтажного башенного комплекса, как в Чечне. Я покажу ему пятигранные башенные комплексы, которые есть только в Чечне, жилые башенные комплексы. Я ему покажу столько башен, и намного древнее, что и он, и любой человек, который утверждает, что в Чечне нету башен, что это копировали и так далее, тогда мы узнаем, кто у кого копировал, кто где брал петроглифы, кто какие камни воровал, и как строил, и какие камни еще есть у нас. Структуру, все это любой человек, который утверждает, что Чечня не является страной башен и замковых комплексов, пожалуйста, не просто так болтать, сидя где-то на подкасте, понимаешь, или где-то бумагу сунули, прочитал. Вживую поедем, посмотрим, покажем. Вот. Все, пускай берет свою камеру, я свою, записывать, показывать, и все. Пускай люди узнают правду. Я не против. А так просто он приехал, там хотел посмотреть, в городе Грозном есть до пупа, как говорится, гидов, пускай едет. Но если он принципиально говорит по истории, по башенным комплексам, он же утверждает что-то. Мне смешно, его слова процитирую, которые мне скинул. Мне смешно, когда Башлам говорит, что у них башенные комплексы и вся эта лабуда, которую он там нес. Пускай отвечает за свои слова. Давай я покажу свои башенные комплексы, чеченские. В том числе, если ему нужно, даже свою родовую гору и свою родовую башню. И посмотрим тогда, где кто и что есть. Итак, дальше. Город Грозный в 1929 году входит в состав Чеченской автономной области. Запомните эту дату. Итак, в 1931 году внутренние округа Чечни, в том числе и Сунжинский, были переименованы в районы. Итак, в 1928 году, в начале 1929 года Сунжинский округ, затем район стал, и здесь уже начинается интересное, стал составной частью Чечни. Таковым он и оставался при объединении Чеченской и Ингушских автономных областей 15 января 1934 года. Хоть что-то признали, это великолепно. Поэтому не было и нет при обсуждении вопроса об установлении нынешней границы между Чеченской и Ингушской республиками более четкой, определенной и безупречной в правовом отношении переговорной основы, чем официально признанные границы Чечни и Ингушетии накануне их объединения. Любые попытки запутать этот ясный вопрос с ссылками. Первое. На якобы ингушское происхождение карабулаков. Второе. На административное
на административные упражнения царских генералов и чиновников во время Кавказской войны. Второе. Административное упражнения царских генералов и чиновников во время Кавказской войны и после нее, когда создавались и ликвидировались и изменялись различные комбинации объединения осетин, казаков, ингушей и малокабардинцев во временных административных единицах. Третье. На административное упражнение властей Чечено-Ингушетии в 60-е годы, когда часть Галашкинского района была включена в Сунжинский Галашкинского района, была включена в Сунжинский район, а другая меньшая часть этого Галашкинского района вошла в состав Очхой-Мартановского района. Легко выявляют свою несостоятельность при сколько-нибудь внимательной рассмотрении исторических источников. Начальник архивного управления правительства Чеченской Республики М.М. Музаев написал данный документ. То есть мы здесь четко видим, проявляем упоминание, когда они говорят, что Музаев якобы говорил, что это ваша земля, наша земля. Музаев ни одним словом не утверждает, что эти земли принадлежат ингушам. Ни одним словом. Здесь есть некоторые вопросы, которые рассматриваются, не рассматриваются. На сегодня по документам мы закончим. Я сейчас начну отвечать на ваши вопросы. Вот. А остальное, здесь документ номер 10, следующий тоже интересный. Мы его посмотрим, возможно, завтра. Завтра выходной, я так думаю. Если я не ошибаюсь. Собор делаешь? Выходной или завтра? По этим документам мы видим четкое очертание этих документов, когда, в каком году, как присоединялись, при каком желании, сделалось ли это специально или не специально, почему преподносилось, почему в этой книге так четко описано, и зная, что это бывший директор непосредственно архивного управления Чечни, пытаются этот документ выставить в этой книге. Мы сами собой понимаем, внося в такие корректировки. А что касается следующего интервью Нурдина Кадзоева, ныне покойного, я думаю, это будет очень интересно. Здесь он сейчас будет отрицать, конечно же, дальше будет отрицать о том, что... Сколько здесь страниц? 1, 2, 3, 4... 5 страниц он будет отрицать и рассказывать нам, что пункт номер 10 посвятим непосредственно его выступлениям в территориальном вопросе прошлых передач, там Гагиева и Нурдина Кадзоева. Расскажем вам их небылицы и рассказы о том, что эти земли являются непосредственно ингушскими. Вот эта книга, вот этот документ, мы его зачитали, мы его вам показали. Следующий, наверное, вполне возможно, завтра мы постараемся вам его зачитать, но видите, когда зачитываешь документы, когда мы зачитываем документы, вы очень сильно заходите, выходите, и мне приходится вот так время от времени, как говорится, так, у нас в Телеграме есть люди, есть в Инстаграме. Ибраим, есть вопросы в Ютубе, есть вопросы в Инстаграме. Теперь задавайте ваши вопросы по данной тематике или не данной тематике. Вы можете задать вопросы, на которые мы ответим вам с радостью, если таковые
есть. И хочу, чтобы заодно вы также ответили, сказали, что вам в данном вопросе сегодня, зачитывая эти документы, что вам понравилось, что вам не понравилось, что-то новое или нет для вас, или же все вы просто-напросто послушали, для себя учли и оставили. Я еще раз прошу прощения, как говорится, не всегда у меня все получается, буквы на книгах ночью размыто, и все хорошо бывает видно. Башлам, что скажешь про Псидах? Что я могу сказать про Псидах? Только лучшее. Дюэл-Кюрт, чеченский анклав, чеченское Косово, исконно чеченская земля проживает, основана, если я не ошибаюсь, плюс-минус 400 лет тому назад первые поселенцы, представители всех титулованных исконно чеченских тейпов: Аларвай, Энгной, Пешхуай, Чертуай. Ну и дальше там есть и Эхшбатуай, есть и Хачруай, если я не ошибаюсь, ну и так далее. Там 8, 9 или 10 тейпов чеченских. Все чисто чеченские тейпы вот, всегда жили очень хорошо, добросовестно, хорошие взаимоотношения были. Но очень на сегодняшний день, я бы сказал, не в лучшем состоянии. Документы, которые были зачитаны мною и которые есть до сих пор, 1916 года, по земельным наделам их начали очень сильно зажимать. Сегодня дошло до того, что с одной стороны Сагапши, с другой стороны инарки зажали их настолько сильно, что уже фактически слились, стали одним единым целым. Проблемная ситуация есть, мы это знаем, не только там и в Малгобеке, и в Дюэл-Кюрте это есть. Есть попытки выдавления, это не нужно скрывать. Есть попытки провокаций, заезжают в село, пытаются крутить машины, пробуксовки делать, провоцирующие моменты есть. Мы знаем точно так же, что экс-президент Республики Ингушетия Евкуров выдал, до того, как ушел, выдал псидаховцам 7 или 8 гектаров земли для кладбищ, которые псидаховцы сами собрали, построили вокруг забор, сделали калитку, все как должно быть, с сурой или аятом из Корана. Все очень красиво, сделали аккуратно. После того, как произошло, как ушел Евкуров, так называемые братья, соседи, как они любят говорить, соседи, ночью пришли с болгаркой, разрезали ворота со священным аятом, бросили его в грязь, закрыли это место, потом судебно судились, и на основании судебного решения, что якобы Евкуров не имел права, или что-то было судебное решение, что эти земли являются муниципальными, отобрали земли для людей, которые должны, как мусульмане, как мы знаем все, мы все умрем. Для захоронения мусульман место было отобрано у псидаховцев Дюэл-Кюрт. Как это объяснить, я не знаю, честно сказать. Всю эту ситуацию с Псидахом я очень хорошо знаю, потому что и с точки зрения истории изучал. Псидах является исконно чеченским селением. В свое время первый президент Ингушетии указывает несколько раз, что Псидах — это чеченское село. Там много чего было. Много чего перетерпели наши братья и сестры, которые проживают там. Несправедливого отношения.
А есть ли такое же село в Чечне, где именно таким образом поступают? Нет. Нет. Это не внутреннее дело. Понимаешь? Когда вы берете земли, вы воруете в горной части земли чеченцев, вы не говорите, что это внутренние дела чеченцев. Вы говорите, что мы братья, мы должны обсуждать и так далее и тому подобное. Тебя задело Тицид, или как там, Телид, или как там тебя зовут, да? Тебя задело то, что ты знаешь, что ни по каким, ни человеческим, ни соседским, ни мусульманским, никаким законам такие действия не поддерживаются. Что касается нашего региона, на нашей территории проживают два села или 3 села нагайцы. 2-3 села кумыки. Одно село там частями раскидано, там аварцы, да, небольшое количество. Терские казаки. Турки-месхетинцы. Ну, многонациональная республика, скажем, да, так. И несмотря на это, ни одного инцидента такого характера в Чечне не было, альхамдулилlah. И я надеюсь, что никогда не будет. Уж тем более, земли для людей, которые умерли. Вот это, конечно же, борьба с мертвыми. Там были случаи, я не хочу сейчас углубляться, на землях Малой Кабарды были случаи, когда пытались там уничтожить захоронения адыгов и так далее и тому подобное. Это все публиковали, все знаем. Мало того скажу, на каждое 4 ноября и максимально руководство Чеченской Республики просит, чтобы сохранили культурное наследие, чтобы сохранили свой язык, изучали в этих селах, чтобы они одежду свою культурную сохраняли. Из них никто не пытается сделать, из нагайцев сделать чеченцев, из кумыков делать чеченцев, из сюли тем более делать чеченцев никто не пытается. Никто насильно не заставляет и не говорит, одевайте чеченскую одежду и так далее и тому подобное. Сохраните, преувеличивайте, показывайте. Чем больше будет национальность в нашем регионе жить, это поощряется. Вот так вот. Вот что я могу рассказать. Я, конечно, могу еще много разных деталей рассказывать, но опять же, одно слово, понятие, что это чеченское Косово, я думаю, вы должны уже понять, о чем идет речь. Так. Собордян сейчас отвечать на вопросы. Дальше посмотрим, что здесь. Башлам, если так, это я ответил. Башлам, что скажешь про Псидах? Я ответил. Башлам, в Чечне есть села такие, как, например, Кенхи. Там живут аварцы и так далее. Как они там появились? Они там появились во время имама Шамиля. Вот так и появились. Ну, Кенхи это одно село. Там. Но опять же, сегодня, честно сказать, многие вопросы, что касается кенхинцев, неоднозначные, короче сказать. Я скажу вам честно, поскольку ребята, которые работали и жили в Кенхи, которые называли себя андийцами и другими, сдав ДНК, оказалось, что они не имеют никакого отношения ни к Дагестану, ни к дагестанским обществам. Вот что самое странное. И разговаривают они на их языке и общаются, но корни оказываются чеченскими, галанчожскими, в том числе те самые пресловутые J2 оказались там. И какое они имеют отношение к авароязычному населению, кроме того, что они жили среди них и растворились. Много непонятных вещей, и многие, честно сказать, ситуации, когда после сдачи ДНК
меняются взгляды на эти вещи. Вот так вот. Это внутреннее дело Ингушетии. Чье это дело, я уже сказал. Внутреннее. Башлам, как думаешь, чеченцы 17 века терпели бы эти провокации? С чьей стороны ты говоришь? Провокации. Башлам. Витаев пишет, что эры имеют связь с урартами, с Эрлой. Вот, а иронцы считают эров своими предками. Что думаешь? Я думаю, что это все может решить простой ДНК-тест, и будет все ясно. Остальное все, кто умеет хорошо говорить и кто куда перетянет. Это внутренние дела Ингушетии. Учитывая ваши притязания к Ингушетии, не стоит удивляться. То есть притязания к Ингушетии не стоит удивляться, только вот проблема, как там тебя, тицид или техид, проблема заключается в том, что притязания, о которых ты говоришь, начались с чеченцами в 2009 году, когда украли земли. А проблемы псидаховцев начались с 1916 года по официальным документам, чтобы ты знала. Так что не надо врать в месяц Рамадан. И то есть я правильно понимаю твоей логики, если у нас есть недовольство к норнийцам, мы должны притеснять ни в чем не повинных наших братьев ингушей или часть своего народа орстхоевцев, должны их притеснять, потому что где-то там, на другом краю нашей родины, вы занимаетесь вакханалией. Я правильно тебя понимаю? Я правильно понял то, что ты говоришь? То есть ты говоришь, это все исходит из того, что вы забрали 7 гектаров земли за то, что вам руководство Чечни по-братски отдало 77 тысяч гектаров спорных земель. Это поэтому вы относитесь так. То есть я правильно понял, чтобы все здесь сидящие услышали. Вы относитесь к псидаховцам так, коренным жителям. Они не сейчас переехали. Они живут там без малого 400 лет. Их поколение. Вы к ним относитесь так, потому что сегодня на законных правах чеченцы выровняли границу и вернули свое. Сверху, по крайней мере. Это поэтому вы отобрали эти 7 гектаров земель, которые выделены для захоронения мертвых мусульман. Я правильно понял? Только у меня вопрос. Чеченцы-то больше дали, чем забрали. Вы ко всем так относитесь, кто у вас забрал эти земли? Вы их притесняете точно так же, как псидаховцев, по твоим словам? Тебе не стыдно в этот месяц писать такое и говорить такое? Мне бы было стыдно. Валлахи, биллахи, талла. Несмотря ни на что, оставим другие вопросы. Ладно, оставим историю, границы. Но все остальное оставь. Возьми только веру. С точки зрения мусульманина в этот священный месяц ты говоришь, это внутренние дела, учитывая ваши претензии Ингушетии, не стоит удивляться. Не стоит удивляться. Там никто не похоронен, никто из чеченцев, псидахи, не пытается сделать ингушами. Там никто не похоронен. Как там может быть похоронить, если эти земли даны для кладбищ и их забрали? Ну зачем ты врешь? Отдай эти земли. Грубо говоря, отдайте эти земли, если псидаховцы там не похоронят своих мертвых, тогда ты можешь предъяву делать. Если они там бизнес строят, если они там раздают земельные участки другим чеченцам, вот тогда предъявы. Ты не знаешь еще, не похоронили, ничего не сделали, вы забрали, не успели люди похоронить, ты утверждаешь, что там еще никто не похоронен. Конечно, не похоронен, вы отобрали это. Причем в судебном порядке. Ты что несешь вообще? Что за чушь ты несешь? Никто их не пытается сделать ингушами?
А кто пытается сделать ингушей чеченцами? Валлахи, биллахи, таллахи не старается. Никто. И в голову не приходит. Это у вас какая-то мания, болезнь. И это Абадиев говорит, вы там наши тейпы делаете чеченцам. Да никто никого не делает. Просто быть чеченцем ночью это честь, гордость. Его знает весь мир. Как бы его ни знали. Вот почему становятся чеченцем. Потому что кровь у них такая, сердце такое. И никто их не пытается. Ни ты, ни Абадиев, поверьте мне, в этом вопросе не правы. Я, честно сказать, не видел ни одного чеченца, который бы хотел бы сделать из ингуша чеченца. То, что чеченцы говорят, что галгаевцы это тейп, да. Что тукум, да, есть такие люди. И это их право. Правильно ли они говорят или нет, если, у меня свое отношение. У меня есть хоть какое-никакое историческое образование. Я же дипломизированный историк, как вы любите говорить. Что за ерунда? Не пытается сделать из них ингушей. Они никогда и не станут ингушами. Никогда. Ты путаешь. Псидаховцы, это нохчи, они были, есть и будут. Если они не изменились за 200, 300, 400 лет, пока там живут, и жили среди кабардинцев, осетин, кумыков, казаков, которых раньше было там уйма, еще до того, как вы заселили эту часть. Если они с тех пор не изменились, с чего ты взял, что сейчас они должны измениться? Не надо путать Гоголя с Гегелем и рассказывать мне свои сказки. Дальше. Брат Башлам, у меня не вопрос, а просьба. Тебе как-нибудь нужно приехать в лезгинские районы, в сельских музеях, в лезгинских районах Юждага. Обязательно, брат, приеду, обещаю. Возможно, этим летом, если получится, если будет какой-нибудь гид, хороший наш брат, я хочу очень приехать туда, поскольку я хочу найти место, где я получал свое религиозное образование, первый имам Кавказа, Ушурма, шейх Мансур. Я знаю, что это там, речь идет об Ахтах, не знаю, насколько это достоверно. Опять же, говорят, что он был учеником великого Мухаммада Иракского. Не знаю, насколько это достоверно. Поэтому все, что касается наших братьев лезгин, автохтонного народа Кавказа, я с радостью приму приглашение, приеду, возможно, не один, с друзьями, подснять, показать. И если есть аксакалы старшие, поговорить, пообщаться, мне очень интересно. Мне интересно на старом лезгинских диалектах и говорах. Они, старые взрослые лезгины, говорили, называли нас нахи. Вот из этих, не чеченлар, которые современные, которые начали сейчас говорить, после того, как Россия завоевала, эти названия мне нужны, аксакалы, те, которые живут в селах, в горных, они знают намного больше, и вполне возможно, они могли бы рассказать, и я мог бы записать со слов этих старейшин. Конечно же, мне нужен достойный брат лезгин, который будет там рядом, который смог бы перевести, если вдруг он не знает русского языка хорошо, и донести до него, почему называли, исходя из чего и так далее и тому подобное. И, само собой, вполне возможно, какие-то наши общие, все-таки Лекас и Кавказас и Дзурдзук являлись братьями. Лекас являлся младшим братом Кавказаса. Это автохтонные, это все потомки Ноя, алейхиссалам. Если так говорить, да, является, мне это очень интересно. Я надеюсь, что этим летом, возможно, получится приехать, если будут моменты. Вообще, братья лезгины активно начали сейчас делиться с нами информацией. Сейчас должна была выйти книга о Кавказской Албании. Я видел, уже продается книга, но я не знаю, написана она лезгином или нет. Мне не интересна книга, написана другими национальностями. Мне интересно именно с точки зрения самого лезгина, историю Кавказской Албании. Мне кажется, я чувствую, что он бы написал правду. Потому что есть моменты, где
Кавказской Албании часто проходили и как наемники, как элитные отряды. Это со слов доктора исторических наук Лезгина. Он утверждал, что в Кавказской Албании чеченцы занимали особое место в боевых отрядах. И вот этот момент мне бы хотелось бы осветить, зафиксировать и опубликовать это. Это очень важно для нас. И мы только набираем обороты, понемногу будем собирать эти. Нам бы очень хотелось бы взаимодействовать с лезгинами, с братьями-адыгами, которые могут предоставить. Почему именно вот этих два народа называют? Почему? Потому что у них сохранились источники, они более зафиксировали. И, конечно, и от адыгов то же самое. Черкесы, адыги, кабардинцы – это одно целое. И вот нам бы хотелось вот именно с этими автохтонными народами наши взаимоотношения на Кавказе еще до того, как были нашествия, пришлые и так далее и тому подобное. Это очень интересно мне, по крайней мере, для меня. И интересно точно так же участь карачаевцев, балкарцев, потому что ныне покойный наш преподаватель по истории, он говорил, что карачаевцы, балкарцы некогда имели свой язык, и они являются автохтонами народа Кавказа. А тюркский язык им со времен Тамерлана навязали, и они утеряли свой родной язык. А сегмент и компонент сами карачаевцы и балкарцы являются исконно исторически чисто кавказскими нациями. Этот момент для меня тоже интересен. Как-то так вот. Я приеду обязательно, постараюсь приехать. Есть много исторических фактов, связанных с лезгинов и нохчи. Я очень надеюсь, что мы сможем эти факты опубликовать и зафиксировать. Башлама, правда, что от полководца Бейтру в VI веке произошел Бейтру? Нет, неправда. Почему уарства себя называют ингушами? Ну, во-первых, не все уарства называют себя ингушами, а частично только. Поэтому это вопрос не ко мне, это больше вопрос те, кто имеет какие-то родственные связи с ингушами, называют себя ингушами. Некоторая часть называет себя только остхоевцами, не чеченцами, не ингушами. И в Чечне проживают остхоевцы, которые являются и знают, что это часть единого нохчи народа, они называют себя чеченцами нохчи-буш. И это достоверно. Я к третьей группе отношусь и знаю, что это более достоверно. Это моя точка зрения, это моя интерпретация истории, и я ее изучаю именно так и вижу только таким образом. Остальные первые два версии для меня это не являются, как говорится, достоверными информацией. Но Аллаху алям знает, Всевышний Аллах лучше. Я только акцентирую свое внимание на документы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Башлам. Что вы скажете про старую Сунжу? Какую роль играет это село в истории нашего народа? Ну, старого алейкум ассалам. Старая Сунжа это очень старое село. По-разному считают его. Некоторые говорят 16 века, некоторые 17 века утверждают. Она играла огромное значение. Когда-то, не забывайте, что даже сама крепость Грозная фактически торговала и существовала благодаря той экономической мощи, которая была непосредственно на рынке Старой Сунжи. То есть все крепости приходила, покупала. Остальные хутора все были уничтожены. А вот Старая Сунжа сохранилась. Это древний очаг, очень старое древнее село, имело экономически очень важное. Это чуть ли не, так сказать, прастолица, то есть она фактически, это все, что осталось от древних селений, которое было еще до крепости Грозная. Для меня Сунжа это некий старый Грозный, то есть отец этого нынешнего Грозного, как бы это ни звучало, крепости Грозная. За счет него и старосунженцы очень сильно пострадали, честно сказать. Скажу вам честно. Мы знаем, как много раз, даже в 19 веке, во времена Зелимхана Карачаевского, когда на базаре несправедливо относились, убивали старосунженцев, потом поднимались. Я много раз зачитывал это в эфире и в документах публиковал.
где старосунженцы сопротивлялись, воевали, чуть ли не сжигали. Селение Старой Сунжи тоже сожжено. Если я не ошибаюсь, то ли раз 6-7, где причем в некоторых случаях Старую Сунжу сжигали сами свои, в лес уходили женщины и дети, до того, как придут царские войска. А потом уже те, которые смертники, оставались в этих селениях, вели до конца бои, сопротивлялись. Вот. О Старой Сунже можно очень много рассказывать. Старая Сунжа — это одно из селений, в которых реально были воспитаны волевые, духом сильные чеченцы. Это плоскостные чеченцы, в основном предгорные чеченцы. Вот. Не буду говорить, кто основатель первого селения Старой Сунжи, я не хочу вот эти вещи влазить. Для меня это не столь важно. Но я да, еще скажу от себя, сейчас Старая Сунжа это стала частью города Грозного, а когда-то была не отдельная, как говорится, единица, да. Что я хотел добавить по Старой Сунже? Многие спецоперации, которые проводились против царских властей, и сами царские историки описывают, что они получали информацию благодаря именно сунженцам. Все слабые, сильные места, крепости, как можно, что можно, то есть передавали. И они говорят, что они были полностью на стороне, несмотря на то, что там были мирные чеченцы в Старой Сунже. Нам, говорит, всю информацию отдавали они остальным чеченцам при любой надобности. Они были на стороне своих, что тоже является немаловажным фактором в истории нашего народа. Вот. Что можно сказать еще о Старой Сунже? Что-то я вспомнил, но вылетело у меня из головы. Один исторический факт был. Ну, надеюсь, я вспомню, еще расскажу. Да, Старую Сунжу я хотел сказать. Это одни из таких монстров этих сел, как Старая Сунжа, Чечен-Аул, Старый Атаги, Гайты, Герменчук, Дади-Юрт. Вот это одно из селений такое, которое было боевое, сожженное, сопротивление. Вот такое была Старая Сунжа. Я не говорю, что другие села, не подумайте. Нет, просто есть определенные села, которые сжигались много раз, и несмотря на это, как феникс, восстанавливались. Вот такая вот ситуация по Старой Сунже. Да, мы не останавливаемся на достигнутом. Я знаю, что многие сегодня Сунжи уже в часть города. Многие, которые строились, мне выходили со мной на связь, находили очень старые древние черепицы. Был случай, когда со мной связались и говорили, что на определенной глубине нашли вот эти керамические трубы водоснабжения, которые находили у нас в Шаройском районе, на Жиртовском районе. Это те, которые относятся к 5-7 векам, то есть водоснабжение из сжженной глины. Вот, нашли дорогу, которая выложена была из черепиц, как черепицы камни были. Вот такие моменты. Но, к сожалению, такие вещи сегодня не сильно любят наши афишировать, имеется в виду те, кто находит, они скрывают, боятся, что завтра могут земельные наделы отобрать и так далее. И просто-напросто стирается эта часть истории. Но то, что находили в Старой Сунже очень многие, очень исторические артефакты, это факт. Вот так скажу. Дальше. Какие вопросы? Какое лицемерие, когда псидаховцев в Ингушетии притесняли. Ты врешь, утверждая, что воюет с мертвыми, хотя на земле никто не похоронен. Я понимаю, что ты, видать, у тебя умственные способности немножко принижены. Предвзятое отношение, говоришь, нету. Но это ты так утверждаешь, да? То есть ты не успокоишься, пока я тебя, как лжеца, не... Подожди. Ты же не на того, так сказать,
наехала. То есть ты можешь врать другим, понимаешь? Своим сверстникам можешь врать, рассказывать всякую ложь. Понимаешь? А со мной это не прокатит. Сейчас, уна момента. То есть, по-твоему, ты думаешь, что я, не подкрепив всего, знаете, почему вы не приходите, многие не приходите со мной в эфир и не показываете свое лицо? Вот именно из-за того, что совладал. Книга. Эта книга, сейчас, минуточку. Сейчас эта книга у меня же. Мечты шикиет. Так. Так. Сейчас мы постараемся. Так. Сейчас мы обязательно вам покажем, неуважаемая наша сказочница. Так, сейчас мы... Где же ты? Куда же я его положил-то, а? Всегда у меня на столе он лежал. Всегда. И какую книгу я его положил? Сейчас мне интересно. Это же невозможно. Я его не мог потерять. Этот документ, всем документам документ. Так, сейчас. Сейчас посмотрим. Куда же я его... В какую книгу я его положил? Не этот. Так, сейчас мы... Юльшему. Я его положил куда? Куда я положил этот документ, а? Ладно, сейчас я не хочу тратить время, но обязательно. Все, Ахмадуя, Муаделин. Я живу. Он у меня был. Я его положил в какую-то книгу, чтобы он выровнялся. Этот документ. Какую книгу я его положил? Собор дел. Да, хакис валя. Все, дам доне, все. Салам уаделини. Я его положил. Документ, какую-то книгу. Широкую книгу. Şu ilginç şu bedel neresi? Где лежат документы. Я его потерять не мог. Я его никому не отдавал. А значит, он у меня. А если он у меня, значит,
Я его обязательно освободилась. Так. Чеченский след. Роман Лурвац. Да, лаватка. Все, я мою. Ассаламу алейкум. И он у меня есть. Я его найду. Сейчас и покажу. Ничего, я. Да, хакисвал хавални. Держу. Он у меня был. Освободиться, ага. Так. Это карты. Это документы. Так. Ладно. Сейчас я в этих книгах его твое счастье, что пока его не нашел, но коротко расскажу. Многие видели этот документ, я его публиковал. Этот документ, написанный в газете НИСО за 1990 год, 90 или 92 год. Вот. В этой книге, в этом документе, который есть. Да нет, я просто хотел сразу на месте эти мерки, чтобы я архват иду, сейгер умата дуть, все, дамаду я сюда есть мадяша, смасит туз эфири адяшей. Это заседание Псидасского сельсовета. Еще Барахоев Ахмад меня благодарил, говорил, хорошо, что ты разоблачил там, показал, вечно поднимаешь проблему псидаховцев, и бахабовша. У меня есть этот документ, и там четко описывается, что земельное притязание псидаховцам идет с 1916 года. А то, что у тебя умственное развитие, ты немножко отстала и говоришь, что я лгу, и что на этих землях, что якобы воюют с мертвыми людьми, а они на самом деле не воюют, потому что на этих землях никто не захоронен. Как бы тебе объяснить это, чтобы до тебя дошло? Я не знаю даже, каким языком тебе это объяснить, но попытаюсь тебе объяснить это простым человеческим языком. Земля, которая гипотетически выдана для кладбища, туда должны хоронить мертвых людей. Если ты эту землю забираешь, ты воюешь с кем? С этими гипотетически мертвыми людьми, которые состарились по болезни, умерли. Прямой смысл есть, есть и переносный смысл. Вот какой смысл я имел в виду. Вы воюете с мертвыми людьми, потому что эта земля достанется только мертвым. Я имею в виду, туда не будет живых хоронить, там не будут дома строить, там не будет там ЖКХ, МКХ, ИЖС, ничего подобного. Эта земля была выдана только для могил, для мертвых людей. Если эту землю отбирают у живых, которые собирались туда хоронить своих мертвых, то с кем вы воюете? И с живыми, и мертвыми. В любом случае, вы воюете с живыми мусульманами, или вы воюете с мертвыми мусульманами. И то грехом является. Я не знаю, каким языком еще тебе нужно объяснить. То, что ты глупый, что у тебя мозгов не хватает, я понял. Да, маршал дуэлом.
Если ты это понимаешь именно так. Но то, что документально с 1916 это документ, написанный в газете НИСО за 1990-92 года. Я его обязательно, он у меня здесь, я в какую-то книгу положил. Я тебе просто хотел, я тебе могу даже фамилии назвать. Алироев, Гандалоев, там даже есть Богатырев. Я могу там перечислить многие. Как по колхозным землям вы отжимали. Все это есть. Это не для пастбищ земли. Это исторические факты. Это написано не мной. Меня в то время даже и, в принципе, в Чечне не было. В 90-м, 91-м. Нет, и меня не было в Чечне. Я в то время был в Новосибирске. Вот. Поэтому не надо со мной спорить. Не надо говорить, что ты врешь или ты что-то делаешь. Нет. Я констатирую факты. Дали землю? Дали. Забрали? Забрали. Ворота разрезали? Разрезали. Бросили? Бросили. Назимь, озимь. Тебе это доказать? Могу показать фотографии. Что тебе еще? Рассказать тебе о том, как кабардинские некоторые кладбища вырывали и так далее и тому подобное. Потом, как их псидаховские ногчи обратно, чтобы не вытащили, чтобы не занимались дальше вандализмом, поправили эти чурты, залили бетоном. Видео, фотографии, со спутника фотографии, могилы, все это есть. Все это архивируется. Не только вы собираете эти архивы. Они собираются всеми. Сунма Буатапич. Астрейшадик диктумацаба. Я не говорю, что у нас все хорошо. Или что у нас Бог мадати. Но я тебе еще раз говорю. Никогда в жизни я не слышал такого, чтобы хоть в одном из селений чеченских по национальному признаку, по проблеме, которая есть, искусственная она, не искусственная она, чтобы давали для кладбища землю, а потом забирали. Честно сказать, у нас нету этого. Я тебе констатировал, ты говоришь, это внутреннее дело. Да, ты как думаешь, кто мне задал этот вопрос? Как ты думаешь, кто мне задал этот вопрос? Сами жители Псидаха задают эти вопросы. Знаю ли я что-нибудь? Сами жители Ауха задают мне вопросы. Сами жители Пантиси задают мне вопросы. Чеченцы из Иордании, чеченцы из Турции, чеченцы из Сирии. Они задают эти вопросы мне. И я отвечаю. Не нужно ныть. Я никого из вас не знаю. Он зашел или она зашла, как и ты, и задает вопрос. Только ты врешь месяц Рамадан. А он просто задал вопрос, или она. Вот все, вся разница в этом. Почему они не имеют права спросить у меня об истории своего села? И что я знаю об этом? А знаю я достаточно. Они очень сплоченные. Псидаховцы, Дюлькюртер. Саудохчхена, там 7 или сколько там, до 10 фамилий, 10 тейпов, они собираются, они все делают. И Саудохцар, кыдек до бежнышой, кыдек чобарт бош, машалла. И с мечетью ситуацию знаю. Как все это произошло, знаю. Где кто соврал, знаю. Где кто как помог, знаю. Я все знаю. Такова участь тех, кто занимается историей, книгами. Почему я знаю так много об арстроевцах? Ты думаешь, остальные чеченцы, тут Аларой, там Пешхуай, Нашхуай, они мне рассказывают, что ли, про арстроевскую тему? Нет. Валлахи, биллахи, таллахи, нет. Сами Орстхуай. Вот так. Вот так. На связи, общаются, рассказывают. Оуши Гергел Луншту. Оттуда я и знаю. Оттуда у меня и книги.
Как вы между собой взаимодействуете, так и мы взаимодействуем. Просто я занимаюсь историей, географией, и они дают. И опять же, я не лезу в другие регионы, не лезу. Я говорю в пределах своего региона. А вам это не нравится. Элементарно один пример. Вы говорите, что Орствай это якобы ваше. Да? А я вам говорю, назовите свои шахары. У вас есть 4 шахара. Это исторически подтвержденные, которые описывают ваши историки, этнографы. Но нету 5-го шахара. Кстати, Арстхоевского шахара нет. Это один из самых главных признаков того, что Арстхой не является Аллахом. Со всем моим уважением. А в чеченском Тухуме изначально всегда были Арстхой, как неотъемлемая часть. Что меня радует. У чеченцев нету тейпа Нахчи. Нахчи тейпа нету. Да и название Тухума появилось только в 19 веке, когда начали записывать этнографы, там, чеченские Тухумы и так далее и тому подобное. Нахчи это название народа. И тейпа нету, как Нахчи. Это хорошо, это народ. А Тухумы, тейпы есть. Очень интересный момент. Опять же, хорошо ли это, плохо ли? Ну, хорошо или плохо, то, что есть, как есть. С вашей стороны, с нашей стороны. Ничего плохого нет. История, этнография. Кому интересно, тому интересно. Ладно, дальше попытаюсь ответить быстро. Субханаллах баха. Ты Аллахом поклялся, что чеченцы не хотят сделать из ингушей чеченцами. Азамат Дишни, Муса Темишев, твои же комментаторы это твердят, а ты, священный месяц, поклялся. Ой, Господи. Ты знаешь, я знаю, что ты глупая. Еще раз. Алмашал Дуэла. Азамат Дишни это не башлам. Азамат Дишни не историк. Он лингвист. Насколько я знаю. Муса Темишев журналист. Муса Темишев говорит о своих арстхоевцах. И он говорит, оставьте их. Кто хочет, тот есть. Пускай будет ингушом. Кто арстхоевец, тот арстхоевец. Кто нохчи, тот нохчи. А я тебе говорю, что мы не пытаемся сделать из них чеченцев. Я поклялся, и так и есть. То есть, если Дишни Азамат говорит, что они не ингуши, а чеченцы, это не обозначает, что он хочет их сделать. Он де-факто и де-юре говорит, что это искусственно, а для разделения. Но опять же, зачем ты мне тут рассказываешь про Азамата Дишни? Азамат говорит, что, если я правильно понял Азамата, он говорит, что нет, это не отдельно, это все часть единого народа. Это не попытка переделать их в чеченцев, нет. Вот как раз из чеченцев их переделали там 250 лет тому назад. И он говорит об этом, мы всегда были одним народом. Как он нас хотел там, аланами назвать или без разницы, под единым названием. Майнахи, Алана и так далее и тому подобное. Что касается Муса, я не знаю, я не слежу за его высказыванием. Я слышал его высказывание по арстхоевцам. И он четко заявил, что он Арстхой и Нохчу и гордится этим. Но что-то я не слышал, чтобы Муса пытался переделать ингушей в чеченцев. Он говорит по факту. Опять же, я за него не несу ответственность. Я сказал, мы не пытаемся переделать их. И я поклялся, да, я не пытаюсь. И я не соврал. И тех чеченцев, которых я знаю, насколько я знаю, они, никто не пытается переделать. Они говорят, они есть чеченцы и единая часть. Но вы не согласны с этим. Они не согласны с вами. А переделать это, знаешь, как переделать? Я тебе объясняю, ты у нас немножко отстаешь от жизни, походу. Это цикл как-то ушел у тебя. Может, Мархлиш повлияли на этот процесс. Поясню тебе. Сделать из ингуша чеченца обозначает, что он никогда не назывался чеченцем, что у него никогда не было общей истории, и что это вообще отдельная нация с другим языком, с другой кровью,
ну, допустим, сделать из русского чеченца. Это чтобы он оставил свою ментальность, свою культуру, свой язык, свою кровь, все забыл и стал чеченцем. Вот это переделать или сделать так, чтобы перестал он быть ингушом, а стал вот как я имел в виду. Покажи чеченцев, где это говорят. Да нет. Чеченцы говорят, у нас одна общая ДНК. Так. Общая история. Так. В основном все общее. Хотя сейчас многие даже с этим не согласны. Они говорят, мы никогда не были такими, как они. Многие так говорят. И эта ненависть вызвана не мною, а вот вашими ложными заявлениями. Так что далека ты, конечно, от истины. Очень далека. Я в шоке. Даже страшно тут сидеть. Валлахи, биллахи, таллахи. Сказал, как молнии таких не бьет. Молнии таких не бьет, потому что ты тупенькая. Все организуют, все организуют на месте, брат, приезжайте. Все организую на месте, брат, приезжайте. Понял, хорошо. Башлам, расскажи про братство чеченцев и черкесов, адыгов. Классный. Слышал историю от Апти Бисултанова. Это стоит посмотреть. Хочу знать ваше мнение. Ну, посмотрю, я скажу, насколько это так или нет. Я не видел. Есть, брат, эта книга написана лезгинами. Все хорошо. Есть много общих фактов. Нам больше надо взаимодействовать. Мы всегда открыты и готовы взаимодействовать. Башлам слышал о Тур-Павлиновчу, много чего слышал. Но легенда и сказки, и предания, это не является историей еще. Он не утверждает, что они чистые, точно, что они чистые Ингушетия. Это правда или нет? Он не утверждает, что они чистые Ингушетия. Не понял, что, о чем я сказать, не утверждает ингуши. Брат, ты на одной теме долго. Я на одной теме долго. Да нет. Так, ладно, это мне уже не интересно. Дальше, брат. Брат. Я уходил, ты мне ответил или нет? Я не знаю, какой вопрос. Башлам, не стоит этим проходимцам что-то доказывать, показывать. Ну, я не столько им показывать, а сколько нашим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Малмиш қобал дуэл, амин масейра дуэл. Не могу никак видеть. Почему я не вижу этот? Присоединился. Так дальше. Почему тейпы Чинхуай и Дисхи не входят в Тухум? Не только они, 10 тейпов, Дишни, ты хотел сказать. 10 тейпов не входят в Тухум, и тут нету ничего такого. Потому что они самостоятельно большие, им входить в военно-политический и социально-экономический союз не было смысла. Их не 1-2, их 10 тейпов. Но сейчас есть некоторые этнографы, которые утверждают, что каждый тейп, он должен быть на уровне Тухума, потому что, говорит, тейп это неправильно, больше Тухуму подходят, эти большие тейпы. А то, что ты его не переубедишь, это норниец, у него органы восприятия неправильно работают. Вполне возможно. Чинхуайдышни, почему не входит в Тухум? Я ответил на этот вопрос. Орстхой живут в Чечне, они себя считают чеченцами. Абсолютно верно. Большинство Орстхой проживает в Чечне. Все закончились вопросы. Это хорошо. Так, посмотрим. Сегодня кто-то даже задонатил. И сегодня задонатил Гирихан. Гирихан, да Ресхил, да Сидуэль, да Дуквахуэль.
Нашхо, Герихан Нашхот задонатил. Ты единственный, кто сегодня поддержал наш эфир. Герихан. Вот я зачитал. Тот, кто задонатил, уже ближе к концу эфира, поэтому зачитал того, кто поддержал наш канал. Так, в Телеграме есть кто-нибудь, кто хочет задать вопрос или что-то, или дополнить, или рассказать, или опровергнуть меня, может что-то свое сказать. Ибрахим, если есть Ютуба, отправляйте вопросы. Вопросы у меня закончились. Здесь, по крайней мере, на экране все, что было. Шегадала хаттар шадаит. Ой, жуаплур душун. Шейла нохчи маттах. Хваттаршна жуаплур душун. Шунла. Мечк муат мюжги матта жуаплур душун. Бедачу. Что-то молчат. И в Телеграме молчат, и в Инстаграме. Шабаш дабишин мацун. А потом говорите, долго обращаю внимание на таких людей. Да, я говорил по этому вопросу. Башлам, ты не ответил. На что не ответил? Я ответил на твой вопрос. Если не ответил, перезадай снова и отвечу. Что касается на родном языке, да, Аллах, мы по родному языку историю будем рассказывать по воскресеньям, да, Аллах. Если так получится, что в пятницу, субботу я не проведу эфир, то в воскресенье в любом случае он будет на чеченском языке. Даже если я пропустил на русском языке. Остальные пятница, суббота будут на русском языке по истории, взаимодействию с соседними регионами, соседями и внутренние исторические факты приводить, зачитывать документы, опровержения и так далее. Башлам, а правда, что от чеченцев Цицах стал называться местность Цицах рядом с Тусхароем? Не знаю, честно сказать, есть такая легенда, но достоверность ее подтвердить, к сожалению, не могу. Это я знаю однозначно, однозначно, так сказать. И что мду? Задавайте вопросы, если есть, если что хотите спросить. Телеграм, что цадин, ой, Ибрахим, хэш муни, дуй телеграм, что он. AG, Нокнек. Вроде бы активные ребята, но в основном слушают походу. Хаца, когда Telegram работает без перебоев, что-то наших братьев там не слышно бывает. Хат мегардуй? Мекшту, дер, хат специально хала термаю, что ли? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дейлер салам аршахил. Башлам Сахаттар, Дарсан. Хат. В 1810 году Тэмми Бейбол Хэшу. Тэмми Бейбол, час, я терхо. В 1810 году Тэмми Бейбол по договоренности с черкесскими князьями или князем Хэшвазватиса. О, суна мой хэш. 1810 году Бейбулат Таймиев совместно с кабардинским или черкесским князем. Дальше что ты хотел сказать? Это самое, разрешил язычникам Галга спуститься на чеченскую равнину с условием, что они примут ислам, примут мул, построят мечети и начнут платить подати. Изниз дуй? В основе да. Да. Второе. И так, где они их... В горной части.
Горная часть Асиновское ущелье, Джайраховское ущелье, ну, Джайрах, Асиновское ущелье, Этигаюк. Горная Хорошо, часть. второй вопрос. Правда ли, что и место пригородного района центр и запад принадлежали ингушам, север принадлежал осетинам, а юг Нохчихалабол, Бадуй? Ты про пригородный район? Да. Имейте в виду, где Инси пригородный раньше. Честно тебе скажу, давай так, если ты говоришь более ранние периоды, вплоть до области Владикавказ, то, что шейх Мансур делал туда набеги, сжигал его из-за опасности того, что он нападет, Владикавказ переносился даже, его сжигали. То, что делали нападение на военно-грузинскую дорогу, это тоже мы знаем, это документально тоже заверено. А что касается осетинов, ингушей и чеченцев, территориально есть легенда о том, что Ангушт или селение Тарское, основание этого пригородного района, самое сердце, что основал некий какой-то Чентей. Есть такое предание, но зафиксированного этого нет. Что касается зафиксированного куда на что можно было ссылаться, там определенный сильный там, историк или этнограф, или же определенный человек, который по цепочке можно пройти. Что касается южной части, ну, Дарьяльское ущелье считается, что было определенное время, оно было под чеченцами, а то есть акинцами. Там был двоюродный брат Шахмурзы Окотского, султан, кажется, Окотский бог Шориза. В раннем периоде, более раннем, Дарьяльское ущелье, Яйцо Носок. Это чуть дальше, конечно. А что касается, принадлежал ли пригородный район чеченцам, у меня нет такой информации. Если ты имеешь в виду современных чеченцев. То, что когда-то ингушей называли чеченцами всю нашу территорию, от самого Дарьяла и до Ауха называли чеченцами, кистинцами, миджегами, это все было. А если ты говоришь современное, то нет. Современное не принадлежало. Сунхушам цединцу принадлежать. Опять же, тут вопрос о том, часть пригородного района принадлежала, ну, входила часть, принадлежала, по крайней мере, так говорят орстровцы, что шейхали оштуца, орства, шейла, тхалдуэлш. Но если это достоверно, опять же, мы будем считать орства чеченцами, то тогда на этом основании говорить, что это принадлежало часть чеченцам, это будет правильно. Но обычно нордийцы так делают. Они как, сперва они говорят, проверяют, кому принадлежали эти земли. Если они принадлежали орстхоевцам, они говорят, эти земли принадлежали ингушам. Если таким же макаром брать, мы можем тоже сказать, если эти земли принадлежали орстхоевцам, то есть часть пригородного района, значит, это принадлежало чеченцам. А именно конкретно чеченцам у меня такой информации нет. Проживать проживали, и в Владикавказе проживали чеченцы, но что она нохчую, але сухот торваться. Какие-то части, относящиеся к чеченским тейпам, что там могли жить, конечно, могли, но и что там и в Саратове могли, и в Нальчике могли жить, но это только, как говорится, предположение же. А сейнхуакбан сунхуш, да, цонишь. Есть рассказы, есть сказания, но подтвержденный факт часто. Хат, алло, хат мекшмаду, для этого же. Недавно в русском отдаются. Да, желательно на русском, чтобы остальные тоже. Недавно прочитал у дагестанца, ну там есть, в общем, какую-то статью прочитал, что там написано. Ингуши звали 3 раза Шамиля. Ага. И 3 раза, когда он приходил, убегали, ну, бежали за помощью во Владикавказ за русскими. Угу. Каждый раз ставя в недоумение босса Шамиля. Типа такой посыл. Из-за это сказка или это как-то имеет какой-то... Нет, это, конечно же, имеет основание. Особенно последнее вот это восстание, когда имама Шамиля отправили гонцов, сказали, что ущемляют некоторых мусульман, чтобы он пришел, освободил
защитил правоверных мусульман, поскольку он является имамом правоверных. Ну, по крайней мере, дагестанские некоторые ученые так пишут. И имам Шамиль со своим войском пришел, ну, потом частично, я не знаю, узнав об этом царские, но это есть в документах, можете посмотреть, перешли, точнее, загнали всех, кто является более подвластным царской России, они в крепость ушли, остальные начали обороняться, и имам Шамиль, разгневанный, все селения, которые были при крепости Назрань, там несколько селений сжег дотла, там были недолгие бои с небольшими ранениями, потерями, ушел. Есть такое описание. Это вот только сейчас пошел новый такой мейнстрим. Сейчас начали они говорить, что якобы у имама Шамиля были ингушские наибы, ингушские муллы и так далее. Я всегда на всех официальных документах, вот здесь есть книга, которая называется, сейчас, подожди, я включу тебе, чтобы было видно. Сейчас видно меня, да? Ага. Смотри, сейчас я тебе покажу книгу. В этой книге, эта книга называется, вот она, эта книга, чтобы было видно. Видно? Арсолча экран, сейчас. Да, видно. Вот эта книга, вот кто не видел. Эта книга называется «Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе». Здесь все документы, кстати, первая фотография, чтобы ты видел. Здесь имам Шамиль и крепость Назрань. Видно, да? Видишь? То есть здесь, да, кстати, не понимаю немножко, тут рядом вовнушки, конечно. Здесь рециденты, здесь рассказывается о принятии всех документов, о противостоянии имаму Шамилю, о подписании этого договора. Ну, смотри, сейчас, чтобы было понятно. Здесь точно так же есть, указывается, здесь перечень. Смотри. Бабашлам, получается, 3 раза его звали, 3 раза Тешенбях, вот так получается или нет? Ну, как бы ты ни крутил, ни вертел, получается это так. Если... То есть они звали, либо какая-то часть... Часть звала, а часть другая, которая не была согласна, а она, видать, преобладающее большинство. Вот смотри, раздел 1. Ингушетия в системе управления на Кавказе генерала Ермолова до великого князя Михаила. Раздел 2. Ингушетия в Кавказской войне 1817-1864. Раздел 3. Военно-топографическое описание статистики численности населения. Потом идет аннотированный перечень персонала и так далее. Здесь все четко описывается в документах, описывается приказы военных министров, архивные документы, ведомости части селений. Все это со времен принятия 1810 года. Все эти царские офицеры, вот они. Здесь есть этот же Малсык, который, видите, вот он. Да, которого Саадулла Гихинский приземлил, не отрубив голову. То есть здесь Слепцов, все остальные от Ермолова, все, даже имам Шамиль здесь есть, вот на первой фотографии, вот он, имам Шамиль. Ну и здесь они описывают, здесь Борятинский, Николай I, здесь территория. Ну, у кого эта книга есть, может взять, прочитать и посмотреть, и там по имаму Шамилю тоже документы есть. Я к чему это все рассказываю? То, что они приходил, об этом много рассказывается, они сами очень много видео, ну, по крайней мере, 2-3 раза они говорят, что он приходил, что они его прогнали. И да, тот же Сираждин Султыгов упрекал чеченский народ, говорил, что вы как дураки побежали там, засули имамом Шамилем и половину своего народа уничтожили, и что вам это дало, и так далее, и тому подобное. Видео есть, можно спокойно загрузить, посмотреть. Никаких проблем нету, это подтверждение лишний раз этих фактов. Башлам. А вот
вот эта тема и Хасан Исраилов тебя не интересует, да? Братьев Исраиловых? Исраилова, Хасан Исраилов, Асар. Я тебя спрашиваю про братьев Исраилов, которые в Терлое погибли? Да. Но я до этого еще не дошел. Это все-таки гражданская война. Я до этого еще не добрался. Это 40. Да, это новейшая история, да. Они воевали с НКВДшниками как раз таки. Они же закончили, насколько я ошибаюсь, эти братья закончили Ростовское военное училище, кажется. Или там при МВД они что-то закончили. Они были очень грамотными, образованными. Изначально братья Исраилов. Но потом они, увидев эту всю несправедливость, пошли против. Таких случаев немало, но я до этого еще пока просто не дошел. Короткая информация, их сопротивление, их уничтожение, там очень большой, как говорится, объем работы. Я еще никак от Кавказской войны не могу отойти. Почему? Потому что очень много материалов по Кавказской войне, допустим, сейчас они очень активно, дагестанские историки, начали браться за муртазеков. Муртазеки это были, если ты вдруг не знаешь, я вдруг коротко объясню, это были элитные войска в армии имама Шамиля. Да, это были одними из самых. И нету в истории ни одного муртазека, который бы сдался, попал в плен или перешел на другую сторону. То есть они были такими своеобразными смертниками. Да, но и в нашей истории опубликованные материалы нашими историками, мы говорили с Сулейманом Дельмихановым, все муртазеки являлись коренными чеченцами. Сейчас же этот вопрос немножко переиначивают некоторые дагестанские ученые и пытаются указать, что муртазеки были из аварцев. И этих моментов очень много. И я пытаюсь найти какого-то более или менее историка, который бы добросовестно, честно бы описывал моменты про Кавказскую войну, про имамов, с дагестанской стороны. Данаво начал читать, он вроде бы тоже как бы хорошо, вроде бы нормально начинает писать, а потом пытается указать, что якобы первый имам Кавказа шейх Мансур сдался в плен, что его задевает касаемо темы имама Шамиля, то, что чеченцы некоторые говорят, что он сдался в плен. И он хочет сказать, что шейх Мансур то же самое сделал. То есть и ты уже понимаешь, что это уже не отношение человека, которого реально интересуется историей, а человека, который относится предвзято к нашим национальным героям. Мы собираем и понемножку пытаемся по Кавказской войне, мне нужно доработать, нужно по муртазекам доклад сделать. Опять же, по докладу имею в виду, здесь посты сделать. Нужно посты сделать. Вот сейчас я узнал, только буквально недавно, что огромного количества золота, серебра имам Шамиль вывез, что там 26 лошадей были забиты всеми драгметаллами, посудой серебряными, книгами. То есть вот эти материалы, которые я ранее не знал, они стали сейчас только до меня доходить. Плюс, что с ним ушло вместе с имамом Шамилем, ушло 1000 наибов отсюда. И что у каждого из этих наибов были какие-то свои богатства, которые они вывезли отсюда. И что их ограбили на своей территории. И как они перешли, как они разбежались, оставили Шамиля. То есть даже от 1000 наибов, которые ушли вместе с ним, не осталось никого. Там фактически у него было 300-400 человек. Половина из них были жители этого Гуниба. У него было несколько, 6, говорят некоторые, 16 пушек было, но ни одной из этих пушек на Гуниб имам Шамиль с собой не забрал. То есть очень много моментов, которые мы еще до сих пор не разобрали, поскольку он является исторической личностью, и мы совместно с ним, как говорится, душа в душу, 2 столицы были в Чечне, да и плюс-минус 19-20 лет он воевал в Чечне. Только 4 года он воевал в Дагестане. И плюс с учетом, когда ушел отсюда, он и года не продержался. Через 4-5 месяцев он был пленен. Пленен, сдался, но каждый свое. Цундарь, я что хочу сказать. До братьев Исраиловых, к сожалению, я пока еще не добрался. Но если у тебя есть какие-то интересные материалы по ним, ты можешь скинуть мне сюда в Телеграм. Мы с тобой обсудим. Нет, материалов нет. У меня когда-то где-то давным-давно я в общем, услышал, что, в общем, про разговоре. Давно это было, в общем.
что у него был друг Албагачи Алауи. Да, я слышал об этом, да. Хатана Ирова. Да. И тот был либо там министром, либо цахаком Халактирай. И там была такая тема, что этот Албагачи вел двойную игру. То есть он... Да, я слышал об этом. Он был слышал об этом? сотрудником НКВД, ты хотел сказать, что был сотрудником НКВД, работал, Да, конечно. работал и на НКВДшников, работал и на подполье. Ну, слышал я это, да, что благодаря... Там не то, чтобы он работал на... что он дружил с Исраилом, что он как раз таки работал, да, по Исраилову. Да, слышал И это. я задаю этот вопрос одному нашему историку в прямом эфире. И он начинает, вот только начинает он говорить, да, что вот этот человек, именно Албагачиев, он работал, ну, шадуат талубов, типа я друг Бог, он помогал бинтами, медикаментами, иногда там что-то он помогал. Но потом в эфире начали, начали писать вообще гадости, он сказал, я все, Алмахет, я больше не буду на эту тему говорить. Вообще тема Ингушетии для меня закрытая отсюда. Цадир хамял. Ну, вообще, эту тему, конечно, это тема интересная, тема. Когда-нибудь ее надо будет все равно как бы узнать. Ну, видишь ли, если есть открытые источники, я могу только говорить по документам. Предположения и гипотезы, они всегда опасны тем, что завтра, послезавтра тебе определенные люди, ну, или определенные люди, или другие историки скажут, послушай, ты вот так анонсируешь, ты говоришь об этом, а на чем основываются твои слова? Есть ли документы, есть ли подтверждения? Если нету, если у тебя предвзятые отношения, если у тебя реально, вот ты вроде бы и хотел все хорошо сделать, но твои хотелки и история это не одно и то же. Я не про тебя сейчас говорю. Нет никакого предвзятого отношения. Вот сейчас смотри, было очень много вопросов. Я тебе поясню одну тему, чтобы тебе было понятно. Смотри, были разговоры о том, что есть якобы чеченцев хотели потопить в Каспийском море во время депортации. Якобы была проложена железная дорога, вот последнюю очередь Сталин передумал. Эти разговоры я слышал. Ну, я эти разговоры не воспринимал и не ставил ни во что. Поясню тебе почему. Потому что нету ни одного документа, нету никакого подтверждения. Зачем мне это, грубо говоря, зачитывать какую-то там сказку, браваду от кого-то. И вот я нахожу книгу, первый заместитель председателя правительства ЧССР, некий Мальсагов Арсамак, в своей работе, трудах, и вот в книге, которую я показывал, которую написал Аджигов Тамерлан, он взял у него в его книге, и они пишут, что чеченцы должны благодарить, там чуть ли не целовать, умолять и благодарить ингушей за то, что их не потопили в Каспийском море. Что если бы вместе с чеченцами не были бы депортированы ингуши, что их уже проложены были дороги и должны были потопить в Каспийском море. И это уже, Эджи, для меня является непосредственно темой для обсуждения. Поясню тебе, написана книга, человеком был вице-премьером в тот период, взрослый человек пишет такое. На чем основывается? Никакого документа, ничего. Просто с потолка должны благодарить, целовать за то, что не... Ну, откуда вот документы? Мичер Хаяца. Ну, у них же не было никаких таких выдающихся людей, к которому бы Сталин там прислушался. Ну, там ничего нету, вот эти слова просто с потолка. Абсолютно верно, Эджи. Поэтому то, что он якобы делал себе карьеру, я много раз слышал об этом. Много заходили подписчики, говорили, что Албагачиев там работал, завышал официальные данные. Там вместо того, что 368 человек было, на самом деле банд-подполья в горах, он указал, что там было не 368, а 3680, чтобы показать, что нужно. И там эта справка была сделана хорошо, написал Берия там. Что благодаря вот этой справке именно во время депортации это послужило фактором, что якобы Албагачиев сделал это, и он сам не был депортирован с остальными, его и других сотрудников НКВД отдельными какими-то СВ-вагонами отправили. Ну вот эти все вещи, бухбацер.
Если они даже есть, если о ких даться, я уаделин даться, я как официальное лицо, которое там работает на средства массовой информации Лоши, у меня там 50 тысяч подписчиков, там 20-30 тысяч, почти что общая эквивалентность, 100-200 тысяч подписчиков и плюс миллионы просмотров, я не могу заявлять огульно тех вещей, которые у меня нету документов. Я к этому тебя подвожу. Если рассекреченные секретные документы есть, да, вот он делал доклады, вот это доказательство, вот есть, вот тогда это уже вопрос по сущности. А так сегодня говорить, он сотрудничал с Исраилом, он подставлял его, не подставлял его, это, во-первых, натравливание друг на друга. Во-вторых, Исраиловы остались до сих пор и потомки Исраилов. Остались потомки Албагачиев. Цаню капитан Дяшо, Шильвешиню капитан Дяшо. Я понимаю, что эта история не должно быть вот такого питаны, ари, вожи. Я это тоже понимаю. Но если у тебя нет официальных документов, если у тебя нет подтверждения официального, то смысла этого говорить, люди будут называть тебя таким же, ну, меня будут называть нарнийцем. Скажут, вот он рассказал, Бух Мичер Буцун, Кирчи. Хаздукомш хазавай. Эйджи. Хазар Цаду, вот, допустим, то, что ты сказал, помнишь, первый вопрос ты сказал по кабардинским князьям, ну, ты черкесским сказал, да? К князьям и Бейбулат Атаймию. Смотри, есть официальный документ, одна версия, где Бузуртанов заявляет и зачитывает вместе с Айсой Кадзоем, зачитывает и говорит, что мы не будем там платить дани чеченцам и кабардинским князьям. Но это один документ. Вот в этой книге, допустим, написано, мы не будем платить кабардинским князьям. Чеченцев там уже нет. И иным. Кабардинцам и иным мы не будем больше платить за то, что они там, грубо говоря, заключили договор с царской Россией. В одном документе есть, в другом нету. Ну, Руслан, я задавал вопрос в прямом эфире Руслану Лазуртанову, написал ему, да, насчет вот этого договора. Он ответил, что договор был подписан с черкесцами и с черным князем с Востока. Это вообще что такое? Какой Восток? Ну, Восток это мы только, может быть. Восточные соседи это только мы. Вместо того, чтобы сказать, что это был Теми, да. Черный князь Востока. Ну, видишь, я тебе скажу еще более. Но он очень, он такие вещи делал. И не первую, он инвалидом там называл Байсангура Биноевского, смеялся над ним в прямом эфире. Якобы зачитывая вопросы, оскорблял его. Потом потомки брата Байсангура Биноевского ко мне в эфир зашли и сказали, если еще свой поганый рот откроешь, мы кровную месть объявим тебя. А Беной, ты знаешь, это не маленький тайп среди чеченцев. И тому же самому национальный герой чеченского народа Байсангур Биноевский. После этого этот вопрос закрыли, они начали говорить, что типа, мол, он не от себя это говорил, а это ему прислали комментарии и тому подобное. Но опять же, комментарии я могу зачитывать любые. Допустим, ты написано AG, я не знаю кто. Я могу сейчас, вот от AG поступил вопрос, а правда, что они являлись рабами и так далее и тому подобное. И зачитаю его, если я не политкорректный, если я тупой, я могу его зачесть. Но если я понимаю и в дальнейшем собираюсь вести дискуссию нормальную, объективную, культурную дискуссию, я ни в коем случае не буду заниматься подстрекательством, я не буду заниматься разжиганием межнациональной розни от того, что кто-то каким-то ником написал. То есть я хочу сказать тебе, что он назовет кого угодно, что угодно, но только бы не подтвердить. Он прекрасно понимал, что ты чеченец и что ему это невыгодно. Да, есть видео, где он говорит, что мы обязуемся не платить кабардинским и чеченским князьям там дани, когда подписывали договор 1810 года. Это видео есть, его, к сожалению, к радости, он уже удалить не сможет, потому что он сохранен. На документах там кабардинским и иным князьям не платить больше дани, там, поскольку они только непосредственно подчинены царской России. Там очень много разного есть, там в документах там много чего есть. Опять же, там есть за 5 копеек, где меняли религию, вешали медный крестик. Ну, нелицеприятных вещей. И то, говорят, там даже был один, который 5 раз делал этот круг. Да, ну, просто, грубо говоря, бизнесменом был. Они принимали там христианство, им платили 5 копеек. Да. Один говорит,
удосужился, говорит, сделать целых 5 раз пройти, говорит. Вот, Ну, вот видишь, это в терпение. принципе, да, и я к чему говорю, вот начинают рассказывать, что чеченцы, когда мы говорим о дзурзуках, о кистинцах, они начинают, вот Вахушти Багратионе, Вахушти Багратионе. Это красный горшок пришел в определенное время, дал им карту, сказал, видите, чачане это внизу, а дзурзуки, кисты, глигвы это вверху, вот показал. Опять же, Вахушти Багратионе карты. Мы читаем книгу полностью по его работам, и это давно опровергли, что у самой недостоверной карты у Вахушти Багратиона. Он даже по всей территории Грузии сам не ездил. И плюс ко всему Вахушти Багратион использовал материалы предыдущих историков, таких как Леонтий Мравели и так далее и тому подобное. И там же, у Вахушти Багратионе, там, где он сверху описывает чеченцев, снизу буквально на той же странице очень нелицеприятное описание наших сестер-ингушек. То есть зачитывать это даже стыдно, мне стыдно это зачитывать. Потому что он их называет прелюбодейками. Не с кем абы, а вот с ними именно. И я им всегда говорю, не нужно ссылаться на Вахушти Багратиона. У него недостоверных вещей очень много. Мади, Уешватшоны. Нет, они ссылаются опять же. Я говорю, ну тогда если на верхние ссылайтесь, ссылайтесь и на нижние тоже. Опять же. Когда мы говорим там, о каких-то определенных людях, это не значит, что мы задеваем ингушей. Ингуши наши братья. Что, видишь, я помял, да? Нет, это мы с тобой так понимаем. Но ты видишь, вот сейчас в эфире ко мне заходит девушка и пишет она такое. Я когда говорю про Псидах, видать, кто-то Псидаха задал вопрос, я ответил, она говорит, как тебя молния не убила, вот ты говоришь, что чеченцы не пытаются сделать из ингушей чеченцами. Я говорю, да не пытаемся, он приводит пример Азамата Дышни. Азамат Дышни, он говорит о том, что они всегда были и есть частью чеченского народа, что это не отдельный народ. Причем тут это и то, что он пытается из реально другого народа сделать чеченцами. Вот скажи мне, Эйджи, Балдик да Алайнс, Балдик. Я, например, считаю, что вот. Честно. Но есть такое, чтобы ты пытался, подошел, вот человек убежден, что он ингуш, ты говоришь, нет, ты не ингуш, ты должен стать чеченцем, я тебе заплачу, я сделаю все, что... Да ну-ка, это бред. Да, конечно, целили. Вы тому, вы куза или лошадь, ба, суном циганы, по крайней мере. У меня, допустим, много родственников в Ингушетии и вообще ингушей. Вот они приезжают к нам, допустим, да? Вот к нам приезжают. Абсолютно, разве какое-то отличие между нами есть? Халгат языка, хуад язык, самое другое по факту, понимаешь? 99% да. Да. Единственное, садик, который мне очень нравится, и хозяйки. Это вообще шикарно, случилось в свете. То, что не появляется стонсхуа, что ли? Да, это вообще шикарно. Но, чтобы ты знал, это не столько ихние, это адыгские обычаи. Да? Да. Но это очень импонирует мне, точно. Ну, а так, абсолютно у нас, я не знаю, чтобы у этих эмоций добиться, нам не нужен третий язык, чтобы общаться. Я не знаю, гурани, сощущие понимание. Я считаю, что мы вообще один народ. Вот видишь, в этом и заключается разница. Вроде бы мы считаем себя одним народом, и воспринимается это как, когда ты говоришь, мы один народ, мы одно целое, они воспринимают это, как будто бы ты пытаешься из них, их национальную идентичность убрать и сделать из них чеченцев. Они не понимают. Если я понимаю, что они говорят, если у нас одинаковая культура. Да там вопрос не в культуре, братан, у тебя кровь одна и та же с ними. Ты понимаешь, ну, это... Я могу сказать, что из фильма Вати, примерно даже в нашей, допустим, нашей родовой статей, раньше, даже в те 100, 200, 300 лет назад, мы не принимали, я вот специально спрашиваю, мы не принимали дагестанцев. Мы принимали только новчих, вот и галга, бутик, понимаешь? Других не принимали. Ну, да. Не ингушей-то, их там не было, ингушей, галга были, их принимали. Ну, за Геннадьевич или мир, там, Ацхил, Хабях, не Дабях, не Цовы. Принимали только вот наших, понимаешь, и галга,
и Нохчи был муслим, и все. Ну, Сюлю редко принимали вообще, чтобы ты понимал. Сюли начали появляться. Сюли начали появляться, в основном это вкрапление сделали при имаме Шамиле. Особенно в западной части, это Итумкали, Галанчож, и в этой Ачхоймартан, Хок Аубешбари, они начали появляться только с появлением в основном имама Шамиля. Вот эта экспансия восточных обществ. А западных обществ началось в основном при шейхе Мансуре. То есть Вайбючпеш Адхуайбу, Черсибуй. Я вообще думаю, что вот Итумкали и Аура, почему они были против дагестанцев? Потому что, я так понимаю, всегда была вражда с дагестанцами, там же эти были Хонзахи, Мунзахи, это князья их, да, Шамхала, движение. Все равно какое-то было вот их категорическое... Ну, это, ты знаешь, это, честно тебе скажу, там вопрос даже не в этом. Знаешь, в чем проблема? Во-первых, такое же отношение не только итумкалинцев. Тан Ауха Ашбол, Ауха Буевой, вроде бы они живут там уже сколько, 500-600 лет, да? Без малого. Возьмем Шахмурзу Акотского, это 16 век. Это 500 лет как минимум, если. А так есть документы, где указывается, что вплоть до Прикаспия жили чеченцы, там, акисы, акосы, их, ну, те же самые аки, там, с 1 века греческие некоторые историки говорят об этом. Даже возьмем, пускай, ладно, грекам не поверим, но возьмем Шахмурзу Акотского, начиная с 1500, это буквально получается 16 века, Нохчатига Ашбу. У них категорическая неприязнь к этим людям. Это вот это отношение, когда во время нашествия Тамерлана мы были загнаны в горы, в том числе и в Галанчож, и Томкал, в Нашху, когда нас осталось пяток, то что все эти плоскостные плодородные земли, они были потом уже заселены вот этими нуцалами, хауцалами, мукалцалами. То есть они спустились тоже на плоскостные территории, начали их забирать. А потом произошла вот это, как ты знаешь, происходит уже реконкиста. И во время реконкисты мы сталкиваемся с кем? Сталкиваемся с ними. И с этим дагестанцами? Да. Поэтому здесь получается описание 5 дней в плену, кажется, называется это. Белецкий Вори, офицера царского. Он в 19 веке в горах Ичкерии рассказывает. Ичкерии, а это на границе, чтобы ты знал. Самая граница с Дагестаном на тот период. Восточная область, да. Да, восточная. Это не Тонхал, не западная часть. Он рассказывает, насколько предвзято, насколько нетерпимо относятся чеченцы к Сюли. Хажош, будешь, сяргмарица, лобош. А каково должна была быть, как ты думаешь, ногчи, которые живут тем более на западной части, отношение к ним? И плюс возьмем тех же итумкалинцев, которые одними из первых, точнее там указываются чантийцы, итумкалинцы, которые прогнали, чуть ли не вырезая найбов, которые были поставлены в Итумкалинском районе. Возьмем 14 ранений на теле из 16 или 20 ранений, которые были нанесены имаму Шамилю, были нанесены Губашем Гухоевским. Тоже Итумкалинский. И итумкалинцы, галанчожцы не сильно, честно тебе скажу, любили его. Вопрос не в том, что любовь, не любовь. Вопрос в том, что ты понимаешь, в чем была сама суть этой проблемы. Это некоторые говорят, что вот были против ислама. Нет. Когда пришел имам Шамиль, в Чечне ислам уже был давно. И имам Шамиль ничего не принес нового. Просто имам Шамиль установил шариатское правление. Шариатское правление. И имам Шамиль хотел, чтобы все было 100% подвластно главному визирю, эмиру, а это был имам Шамиль. Признать демократическому обществу, которое тысячелетиями жили независимо, чеченцы, итумкалинцы, галанчожцы, шароевцы даже, без разницы, и признать в один момент, из-за необходимости признать его главенствующим над всеми чеченцами, это было недопонимание горных обществ по отношению к нему. Некоторые муллы, имамы, конечно же, доносили это.
пытались объяснить, и некоторые сделали байат. В конце концов сделали. Но были те, которые непримиримые до конца своей жизни, ну как Губаш Гуховский. Но Губаш был мягко отработать дичь. Его заставили, его просто-напросто вынудили это сделать. Вот. А сегодня, как записывается, мы слышали 4 версии Губаша Гухоевского. Как рассказывают его родственники, как описывают Аль-Карахи, как говорят предания чеченские, точнее 3 версии. 2 версии, как говорят чеченские предания, и как говорят сами потомки Губаша Гухоевского, точнее из него, из тейпа, они совпадают в основном. А как говорит Аль-Карахи, они вообще не совпадают. Аль-Карахи там рассказывает, что там неверующего там чуть ли не за религию они зарубили его же четвертовали. А это, ты должен понимать, даже для чеченцев, горных чеченцев, это было очень жестокая казнь. Четвертовать — это значит отрубить руки, ноги, голову, конечности отрубить, чтобы было понятно. То есть многие моменты такие... Нет, у него, Башлам, у него не отрубили руки, ноги. Конечно, нет, я тебе поясню. Нет, я тебе поясню. Фиксированные, то, что у него глаза выкололи, что его там, Это да, все там в яме держали. Каждый же преподносит свою изюминку, понимаешь? В одном месте написали, что его четвертовали, в другом месте его зарубили, зарезали как собаку. И дуасрак боштик, что нету одной официальной версии. Аль-Карахи, считающийся одним из самых приближенных и лучших личных писарей имама Шамиля, записывает его по-своему. Я к чему это все рассказываю, к чему мы с тобой начали. Отношение западных чеченцев, оно было немножко иначе. И само собой им ближе было тяготение к своим. Но время было иное. И когда... Можно я расскажу свою версию? К чего именно? Как его, что было с Убашем? Ты можешь рассказать, конечно, я не могу тебя запретить. В общем, ну, со слов старших. Угу. Его ослепили и привязали в те времена. Печи топили, знаешь как, не дровами, а валили ствол, допустим, целый ствол дерева лежал, и его подтаскивали к печи, дагодяш, понимаешь как? Да, я знаю. Остриею. Да, я Вот знаю. Цунти привязали, цунхалацали. Они его к нему привязали. Вот, уже новая версия. Не-не-не, это не новая. Не-не-не, я просто уже такой версии я еще не слышал. Я слышал 3-4 версии. Рассказывал, мы просто тоже имеем какое-то отношение к ним. Рассказывай. Он был вот именно от Дичканте он был привязан к стволу. И он освободился, и он залетел туда. Имам Шамиль был на 2-м ярусе. И я, допустим, помню, как бабушка рассказывала, что Цингахира Хилду тур дуй тур, соцабьевин тур хадякан. Что и цудайса диктан, и тур, ну, шимата дицас. И тур, цудайса диктан, вот что адуй цагуш масалец, он на звук бил. Вот спина диктан, и тур сеттан хлоботен. Это как делал хлей уже, как годинаться он. Пинеш махле, он залетел туда, и бил он. И вот туга дяхтеловцами. Я помню точно, что бабушка рассказывала, что и тут как делал. Из саттас это как делал Бог. И тут вот он айтнак, вот я халайтнак, то и ще ваш гиквас маверецони. Гиквас, имам Шамиль здоровался к махле, на самом деле, он сакала, что. И гиквас, су халяс, ишт диттен, дусу кюк. Вот я те косил. И штагить там, у него вот эта правая или левая рука, она не была свободна, она в плече куда халять схилдуцуни. Ты косишь, вот я халять мухуль. Ишь диттан, ишь-то слева, справа по голове, тога, ну, туда, в общем, щердят муж аур диттан, и потом только он перерубил ему вот этот, вартно чутья, ну, вартно чутья, так. Так, мы дома себе вематься, волма себе, и обошли, иштime. Вот эту версию рассказывала бабушка. Отец мой рассказывал эту версию. Ну, я, конечно же, версию... Ну, из Гилаевых, допустим, дух коню и давял. Дух коню и сагдавял. Да, где шнуется он.
Вот он, допустим, рассказывал, что в этой башне, там, когда был в этой башне, Убаш, что в этой башне погибло 20 или 30 человек. Ну, это женщины, детей, допустим. Он рассказывал. Ну, видишь, каждый что-то рассказывает, ну, где Амала, где это истина, мы не знаем, но то, что Асмаала, это, вот они говорили, что Тупина Дита Турдуй, сеттина что до того, что он, вот представь себе, с какой яростью, значит, он бил, и тоже спина, что из сеттеден, как дела по-другому, и тур хера, и туалурма, да, что, ему во все... Ну, там в основном он все его ранения нанес именно на спину. Да, Я шулы, лах шулы, халдыхтен, 14, да, 16 ранений, духцу. Да. Ну, что цыган. Да, есть такое дело. Итак, здесь Башлам, на тебе здесь пишет герб, символика, на худи, что это? Ну, друзья, я вам вчера рассказывал про символику, это символ, петроглиф чисто чеченский, исконно здесь знак вечности, некоторые говорят символика солнца и так далее и тому подобное. Ну, опять же, очень древний символ, используется разными народами мира, древними цивилизациями. У нас он есть на всех, начиная от Хоя, даже в моем родовом селении, Бялькила, мой дедушка, мой отец, прадедушка, все, на всех чуртах есть вот этот знак, символ. Здесь, правда, арабскими буквами написано бывает, некоторые аяты и так далее. То есть это трансформация с древности, вот современный ислам плавно перешло то, что одним из этих символов. Символ этот, опять же, каждый по-разному. Символ вечности, символ солнца, символ жизни. Каждый по-разному там его записывает, так что значение такое. Вчера мне один заявил, что это якобы языческий. Нет, не языческий. Тут, если так судить, языческий, не языческий баг, духом языческий корду, ну да ладно, сейчас не об этом, мы об этом много рассказывали. Можно я последнее скажу и выйду? Да, конечно, а что? Очень много лет назад я был у себя в горах, ну, своих, в одном селе. Ну, я был, в смысле, ну, бываю часто там. Тогда в первый раз меня там повели в наше, ну, старое кладбище Ювы. Старое кладбище, там не хоронят давно уже людей. Короче, я как сегодня помню, чувствую, вот эти 5 линий высоковольтной линии шкинеонца, это линия высокого, линии передач. Вот я помню, я смотрю на вот эти линии, на эти линии, на эти движения и думаю, неужели мои предки тогда уже знали, как будут выглядеть линии электропередач? Потому что я был вообще пацаном, молодцом. Я вот думал, как это вообще, как это соединить Бог? Ну, это моя голова, конечно, этого не догоняла, что это были. Ну, я понял, что это просто какие-то знаки. Я не мог понять, искал вот эту связь между линиями электропередач и этими знаками, понимаешь, там общей связи никакой-то нет. Просто... Да, есть очень много, есть много очень вещей, разных рисунков, петроглифов, которые показывают только современные, об этом многие делают и с шумерскими сравнениями. Так вот, наше с тобой обсуждение, то, что мы с тобой здесь написали в Инстаграме, Дац не работал Абагачиев с Исраиловыми. Дело Исраиловых до сих пор находится под грифом совершенно секретного очень. Также... Я задавал этот вопрос Майрбеку Вачагаеву. Да. Также... Вачагаев тоже сказал, что там такая очень сложная история, которую надо работать. Но Албагачиев работал и на НКВ, ну, в смысле, по факту, кто-то говорит, что он дружил с ним, потому что он приносил какие-то медикаменты, какие-то там туда-сюда. Но и работал он, понимаешь? Я понял, я зачитываю этот комментарий, который написали к нашему обсуждению. Также и дело аварца Османа Губе тоже до сих пор находится под грифом совершенно секретно. Вместе с Албагачиевым и
братьями Исраиловыми. Это он пишет, здесь нам в этом пишут. Осман Губе, там ничего нету. Бывший эмигрант уехал, потом еще Сабол Бахамехлах, там все распятили уже. На момент 1865 года горная часть Малой Чечни состояла из чеченских 6 обществ. Джейраховская, Кистинская, Галгаевская, Цоринская, Акинская и Мерджинская, говорит. На момент 1865, это то, что нам с тобой написали во время разговора. Ичкеринская куда? Ичкеринская это восточная часть. Он говорит, западная, Малая Чечня. Малая Чечня, да. Башлам дала это бойл, дерес хилшун, так, это понятное дело. Оргуду, хо хил хит нохчи хахил это дук вахил и так далее. Ну, некоторые вещи. Ассалам алейкум тайпан. Ассалам алейкум бах. Милхила тайпан губашаля. Гухохила лязер. Цацболчар, Мелхеву, Оле, он даже Гухуа Шейбу, Оле. Ну, короче, там спорная территория. Я не люблю вот этот вопрос. И Милх Тайпар Хилабо, что Ломсу Садиз. Башлам. Губаш Гухохила. Хасун, Губаш Гухоевский авиации, Собкет, Макети, но вот только Гухой приписывают к себе каждый. Ты же знаешь, что же это. Некоторые Гухой приписывают к этому. Мелха и другим. Ну ладно, я в эти внутренние дела влазить не буду. Гухо, чтобы вы знали, просто есть Гухо, там есть Гухо Чайфло, есть Гухо Усматкало, есть Сишмабусика. Нет, говорят, что Алгашухо Гухо Ашина. Нет, там есть местные, которые исконно жители, это Гухой Чойро. Это те, которые там, это ихняя земля вообще, Гухой. А допустим, вот это просто Гухо из этой их Иштебех как бы. Ну, когда-то говорят, кто-то от Мелхи, там, еще что-то тебе, IG, тебе написали, Албагачиев был непосредственным человеком Берии. Написали тебе. Берии, вари? Ну, только там где-то это 100%, там что-то он там играл, это понятно. Так что и по этому Гухою там есть... Гухо Зматкалу, они говорят, что они от Уарстхо, понимаешь? Ну, шейца, хатибах кантелят, ишт махалет, нахтелоч махалет. Узматкалу, они Гухо, они от Уарстхо. И кто-то говорит, что от Алга. И что тебя там все... Ну, давай, ты сейчас просто-напросто мед на сердце некоторым людям там положил. Ну, да ладно. Изам в любом случае... Ну, Орсхо, Узматкало, Гухо, Губашуй, он был из просто Гухо, говорят, что мелкий санин, движенишь. Ну, предки, а тебя конкретно, нахуй, Денька, дай лезали, а здесь самого, денька, дай лезали, дай ладенька. Башлам, Исаев Дени, Гюржи, уй. Башлам, Исаев Дени, Гюржи, уй. Исаев Дени, милована. Исаев Дени, сунум, savoj izmili Исаев Дени, stiša. Гюржи, Исаев Дени, Гюржи, мохул, Гюржи, еще фамилия Маяци, Исаев фамилия Нохчию, Дени, Нохчиц, сунум, savoj, Исаев Дени, Гюржи, уй, это вообще сейчас, я не знаю про кого. Цацкана такие вопросы говорят. Городокер. Хундуе Гюржи. Суху шумац, то ли Зантуа уй, то ли Ченте уй, умя чухсой. Гюржи, хундуе. Суху шумац и Гюржи. Да, змара, харцат сумхатта, это цяцу ахсудо, юстер целухо, уючуге. Хитса самацари, инсвала ахцасон. Вахуна Гюржи, Гюржи, это дикхор, Гюржи, уй. Так, ладно, вежри тана, вен уже шит дошду. Уже ще ламаш да дишу, ламас да, так, мархлаца, хан те хочу, хотя хосах ты стамяцу, 60 хосах. Но, цажималца шуга садуайтерду, я шайдек даца корса за один вечер, шуна масарна, дерес хил, дал дукадах дуэл, тана, вейна, эфиряха, сегодня
огромная благодарность нашему брату Нашхоевцу, который единственный, кто поддержал сегодня нас в эфире. Всем моим подписчикам с Ютуба, с Телеграма, Эджи, Хуна, Дал, Духуахуэл, Дикдуатан, Вистхала, Телеграм, Чурца, Вистхалш, Дуал, Бюлиртан, Ладуах, мнение, Шуиха, это Нахдистхала, а то так, чтобы не было, когда я зачитываю, резко понижается Сундера, Шечу, Боша. Аварец Осман Губе тоже скорее был агентом НКВД Бах, так как орудовал в западной части Чечни, он сдался непосредственно НКВДшникам Ингушетии. Поэтому дело Османа Губе... Не успел он ничего сделать, его поймали. Дело Османа Губе под грифом совершенно секретно. Ну, короче, я зачитал вопрос. Дальше мы завтра продолжим. Да, заходите, задавайте вот эти вопросы. Кис Дзурзук, ваша телеграм чуаву цучували, ой групповой из голосовой хаяли, я зьется что сейчас любой хум хадис еще что хадис хат он атохардон я зьящего, чтобы время себе не тратить. Заходите, активно участвуйте, рассказывайте, делитесь информацией, документами. Это же чат для вас. Я специально включил Telegram, я включил YouTube, Ибраим, до Германии подключить вина, Instagram, YouTube, TikTok, Рутуб, шайк подключить одновременно, что дагает харча. Шайк, петличка, метличка, так что подключайтесь, активно рассматривать, давайте рассказывать, проверять документы, историю и так далее. Итак, уважаемые друзья, огромная благодарность сегодня то, что были в эфире. Завтра мы продолжим. Вполне возможно, что завтра будет эфир, несмотря на то, что понедельник. Вам огромная благодарность. Что Масан Дересхил, да, Масанахил, да, Лячана, да, Саадуал Будиснек, Эзершка, Содуалетил. Документ обязательно я найду, которые наша Нарнейка сегодня. Я просто этот документ у меня всегда лежал на видном месте. Этот документ, это газета. Он официальный, там, как я его, куда его положил, я не знаю, это косяк мой. Итак, как говорю в каждом конце каждого эфира, я хочу сказать, я прошу ради Всевышнего Аллаха прощения, если я каким-то образом кого-то задел, кого-то обидел. Ни в коем случае мы не оскорбляем, не обижаем ни тейпы, ни шахары, ни тухумы, ни этносы, ни субэтносы, ни народы. Мы рассказываем историю так, как ее знаем мы, так, как ее читали мы, и как видим ее со своей стороны. Истину знает только Всевышний Аллах. Я прошу вас ради Всевышнего Аллаха не обижаться, не относиться предвзято. Здесь нету никакого плохого отношения к народам или к целым там сообществам, тейпам, тухумам, шахарам. Здесь есть плохое отношение людям, которые занимаются фитной, люди, которые разжигают, рассказывают ложь, и на этой лжи противоставляют единые братские народы, братья по крови, братья, соседи и так далее. Азербайджанцев, лезгинов, адыгов, кабардинцев, черкесов, джейраховцев, назрановцев, фяпинцев, царинцев. Для всех этих обществ, народов мы открыты. Вы можете зайти в эфир, задать свой вопрос, рассказать. Возможно, у вас есть какие-то книги, показать. Это место для дискуссии, чтобы мы сняли вот эти ложную всю пелену. Здесь главное не материться, не оскорблять друг друга. Остальное все можно. Заходите, показывайте, рассказывайте. Опровергайте меня, если у вас есть доводы. Я попытаюсь донести до вас по книгам. Здесь я прочитал. Если вы сделали опровержение этой книги или доказали, что это лживо, я готов это тоже убрать. Поэтому, чтобы вы понимали, место для дискуссии для всех открыто. И здесь нету предвзятого отношения. Всем вам желаю мира, добра. И как мы говорим, всегда ориентируемся на наши 3D, особенно нашему чеченскому ногчи народу. Диеба, Диша, Даха, Санхоми, Ногчикам, Масердал, Этубол, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бюстал Дик, Адикюэль, Марш, Ойл. На связи с вами был Башлам. Так.
Thank